Ну все, давайте начнем. Угу. Так. Погнали. О, доброе утро. Привет, Energizer. Здорово. Лучевая, мать его, болезнь. Так, ну... Давайте проверим. Может быть, антирадин появится где-нибудь тут. Хотя тут написано, что тут пушки только. Ну, да ладно. Так. Хотя мне много не надо. Вот это что такое? Нифига, патроны для калаша, типа. Это, скорее всего, фэнфал будет. Привет, Брайан. Здорово. Здорово, здорово. Здрасте, здрасте, здрасте. Угу, тут тоже ни хера нету. В общем, я думаю, надо поехать до убежища 13. Это в рукоятку пистолета. Это? Или там было? Не знаю, наверное, да. Если ты про 14-миллиметровый пистолет, то возможно. Там всякое есть. Всякое. Дробящий удар ногой. Что? Где-то было. Вот это? Ладно, короче, неважно. Неважно. Забудь про это. Поехали отсюда, короче. Надеюсь, я не сдохну по пути.
от болезни. Да не, я в порядке. Один так уровень облучения. О, классно. В клубочках ужасно. Вы погибли? Ага, ну да, это прям 13-е убежище, да, я вспомнил. Прикол. В смысле открыл? Ничего себе. Вы получили 2000 опыта за обнаружение убежища. Твою мать. Ну... Не бойся меня, человек. Я не причиню тебе вреда. Чем? Я Грутер, вожак этой стаи когтей смерти. Зачем? А что происходит? Со мной, сука, коготь смерти разговаривает. А как такое возможно, что коготь смерти говорит и так правильно? Прошу извинить меня, я не хочу показаться грубым, но не считаю, что это относится к нашей беседе. Я говорю на твоем языке, я могу читать твое почетное слово. Что еще должно быть сказано? Ну, не хочу навязываться, но думаю, мой интерес к теме понятен. Да, безусловно, могу хорошо, но если мы расстанемся друзьями, человек, поговори с Горисом, он знает об этом гораздо больше, нежели я. Его обычно можно найти в библиотеке убежища. Спасибо, с нетерпением жду Гориса. Так, зачем ты здесь? Я хочу знать, что случилось с людьми, которые тут жили. Их нет, человек. Мы не убили их. И не отобрали у них дом. Убийство не наш путь. Я осознаю, что ты можешь не поверить мне, но я надеюсь, что ты будешь судить обо мне по моим действиям, а не по собственному страху или предубеждению. А не догадываешься... Так... Похоже, ты весьма благородное существо, Грутер. Я ищу нечто под названием Гэг. Мне сказали, что я могу его найти вот здесь. Гэг? Не маленькая ящерица ли это? Нет, подожди, это Гекко. Не, прошу прощения, но я не знаю, что это такое. Откровенно говоря, у меня нет четкой уверенности в том, что это на самом деле такое. Ты не будешь возражать, если я поищу его здесь? Прошу меня извинить. Я не могу позволить кому угодно ходить по этим коридорам. Я отвечаю за безопасность всех тех, кто живет здесь. И должен проявлять осторожность. Тем не менее, я поищу этот гэг. Если я найду его, то дам тебе знать. Я понимаю твою тревогу. Ты недостаточно хорошо знаешь меня, чтобы доверять мне. Возможно, я как-то смогу помочь вам, а взамен ты позволишь мне поискать внутри. Грутер какой-то миг внимательно смотрит на вас. Тебе хочется помочь нам? Да, я не чувствую в тебе большого зла. Очень хорошо, я доверяюсь тебе. Спасибо. Здесь есть много машин, созданных людьми. Руки, как есть смерти, не приспособлены для того, чтобы управлять такими машинами. Тем не менее, есть одна машина, которая понимает вопросы. Я прошу ее управлять другими машинами, и она подчиняется. Но эта машина больше меня не слушает. Она больше не управляет другими машинами. У нас кончается еда и вода. Я приказал совершить несколько набегов на земли людей, чтобы мы могли выжить. Я не горжусь этим и буду рад положить этому конец, если ты починишь эту машину. Я смогу снова накормить свой народ. Я прекращу набеги. Ты согласишься на это? Но, похоже, сдох модуль распознавания голоса. Давай посмотрим. Спасибо. Машина находится в центре не подведу.
У меня как раз этот модуль распознавания голоса был. Надо сходить к машине, к багажнику. Так, вот он. Да, это он. Что еще мне понадобится? Ну, не знаю, может быть... Сенсор движения. Утро доброе. Привет, Гудзон. Может быть... Угу. Все. Потопали. Кофеек. Так, компьютер. Не дается ничего узнать. Здравствуйте, я Джозеф Травник. Чем могу вам помочь? Мне нехорошо, вы можете мне помочь? Ну, конечно, это займет некоторое время, так что вам придется переночевать. Так выпейте это и все до дна. Знаю, невкусно, но теперь ложитесь утром, я вас разбужу. У меня нет лучевой болезни! Вау! Нифига себе. Так. Дом предка. Так, несколько вопросов. Вы здесь в плену? Не, я не пленник. Я живу здесь, потому что он мне нужен. Со временем я принял тот факт, что некоторые из моих пациентов в когте смерти. Это очень благородно с вашей стороны. То есть вы можете уйти отсюда, если захотите? Да, я могу, и нередко это делаю. Время от времени мне нужно собирать травы, я уходил, и меня никто не останавливал. Раньше мне было интересно, может, когти смерти незаметно следуют за мной? А если да, то остановит ли меня и попробую я уйти? Так что однажды я проверил эту теорию. Я отправился в другой город и провел там неделю или около того, прежде чем вернуться. Когда я вернулся, меня очень тепло приняли. Грут, вожак стаи, пришел и лично поблагодарил меня за то, что я вернулся. Нет, я здесь именно потому, что я хочу тут быть. Хорошая идея, приятно знать, что она сработала. Как вы сюда попали? Однажды ночью я собирал травы, когда из темноты на меня окликнул голос. Я наблюдал за тобой, сказал он. И я знаю, что ты целитель. Достаточно ли ты предан своему делу, чтобы лечить чуждых вам существ, тех, кого многие сочли бы врагами? Я ответил, что уважаю все живое и сделаю все возможное для излечения нуждающихся, вне зависимости от того, кто или что они из себя представляют. Я думал, что это какой-то налетчик или вор поранился и искал врача. Вы представить себе не можете, как я удивился, когда из темноты вышли двое когтей смерти с раненым товарищем. Кто-то его хорошо подстрелил. Я сказал им, что не могу работать там, где вы... там, где мы находились, так что мне надели повязку на глаза и привели сюда. С тех пор я здесь. Преданный своей профессии человек. Что вы мне можете рассказать о когтях смерти? Так, значит, когти смерти, на мой взгляд, мутировали из хамелеонов Джексона. Рогатой разновидности сохранилось достаточно сходство. Но разница еще больше. Мутация зашла очень далеко, и эта порода исключительно умна. Ее интеллект примерно на уровне 8-летнего ребенка, а некоторые особи достигают уровня среднего человека. У них большой потенциал обучаемости, не способны к абстрактному и логическому мышлению. Хотя у них нет голосовых связок, они имитируют человеческую речь примерно так, как это делают попугаи. Да ну нахер. Как именно они это делают, я вообще не выяснил, так что я больше сказать не могу. В социальном плане они клан с очень жестким кодексом этических принципов.
Их вожаком является доминантный самец альфа, который правит со всеобщего согласия. Они исключительно верны стае, расценивая ее как семью, вместо того, чтобы, подобно людям, заводить свои собственные. Их понимание понятий «хорошо-плохо» определено очень четко, они действительно следуют определенному кодексу этических принципов, насаждаемому стаей в целом. Насколько мне известно, насилие никогда не используется как средство для разрешения проблем внутри стаи. Никаких тяжких преступлений тут не происходило, так что я не знаю, как они поступают в таких случаях. Пожалуй, это все, что я могу сказать. Надеюсь, это вам поможет. Вы много знаете. Пока. Ну, балдеж. Меня подлечили. А где эта машина? Здравствуй, человек. Какова это работа в убежище? Дар, охранять зал и следить порядок, все? Ну и ты отлично справляешься, Дар, продолжай в том же духе. Что твоя хотеть? Кто ты? Воин. Я Нолан. Что твоя хотеть? Просто прохожу мимо. Окей. Это что за дерьмо? Что за прикол? Это же это, блин... Не? Чем не могу тебе помочь, пришелец? Да. Кто ты? Меня зовут Мэтт. Это имеет значение? Не совсем. Ты тут пленник? Да, так и есть. Я набрел на это место и дал когтям смерти себя поймать. Они дают мне свободно передвигаться по нижним этажам убежища, но на первый уровень, где выход, не пускают. О, чё зыришь? Здорово. А почему? Потому что в отличие от остальных овечек, которые здесь живут, я понимаю, они угрожают человечеству. Они знают, что если я выберусь оттуда, я позабочусь, чтобы их стерли с лица земли. Смотри, они разумны. Они могут учиться, они умеют читать и даже писать. Если обмакнуть коготь в чернила, они быстрые, крепкие. Они могут писать, если обмакнуть, нифига. Ловкие, смертоносные. Если их станет достаточно много, они будут величайшей угрозой человеческого рода. Я понимаю, что они могут быть угрозой, но я доверяю им. Если ты им доверяешь, ты полный кретин. Если вдруг передумаешь, приходи ко мне, я буду ждать. Так, это что за дерьмо стоит? Здравствуй, мое имя Гордон. Я смотритель часовни. Чем могу вам помочь? Это вы называете часовней? Кому бы она не была посвящена, должен быть первен в своем гробу. Вы грубая, оскорбляющая словом личность. Возможно, если бы один из охранников присутствовал здесь, вы бы придержали свой язык. Давай сюда свою марионетку, я вам обоим задницу надеру, глазом моргнуть. Ну, примите мои извинения, Гордон, прошу простить мою вспышку. И кому посвящена эта часовня? Эта часовня в честь безымянного героя, известна лишь как выходец из убежища. А, серьезно? Он или она спас всех, кто тут жил несколько десятилетий назад. Мы не знаем, что стало с нашим спасителем, но он или она вечно живет в наших сердцах. Ну, это достойно одобрения. Одобряю. Как давно вы здесь? Всю свою жизнь я провел в этом убежище. Большую часть я был смотрителем часовни. Значит, вы были тут, когда пришли когти смерти? Нет, меня тут не было. Несколько месяцев назад я отправился поклониться статуе выходца из убежища, возведенной на центральной площади НКР, который находится в востоке отсюда. Когда я вернулся, когти смерти уже были здесь. Нет нужды говорить, что я был потрясен. Впрочем, я убежден, что они не виновны в том, что произошло с остальными обитателями убежища. Если вам потребуется больше информации по этому поводу, отыщите в библиотеке Гориса. Буду иметь в виду. Что вы можете рассказать о когтях смерти? Я провел с когтями смерти уже несколько месяцев. Они благородные,
и честны в своих отношениях со мной и остальными живущими здесь людьми. Я верю им и думаю, что вы со временем тоже поверите. Ну, пока им дам шанс. А почему вы здесь? Мое место здесь, в часовне. Я не оставляю ее по своей воле. Окей. Пока. Интересный народ. Такие разные все. О, простите, я вас не заметил. Ничего, мы все периодически впадаем в прострацию. Вы не очень-то весело выглядите. Можно узнать почему? Я родился за 2 месяца до срока. В год меня уронили на крыльцо. Ёб твою мать. 2 у меня была пневмония. В 3 у меня была ветряная оспа. В 4 я упал с лестницы и сломал 6 ребер. В 5 мой дядя был обезглавлен арбузом. Как? В 6 родители дали мне по голове лопатой. В 7 моя ручная крыса сгрызла у меня правый указательный палец. В 8 моего пса в спайку сбил трактор. В 9 бешеный брамин оторвал моей матери руку. В 10 мою сестру разорвало на части свора собак. В 11 мой дедушка застрелился, потому что я был уродом. В 12 моя бабушка застрелилась, потому что я был уродом. Да блять. В смысле? В 11 дедушка застрелился, в 12 бабушка. В 13 мой отец напился и выколол себе глаза вилами. Ебать, да что за пиздец. В 14 кенгуру откусил руку моему брату. В 15 моя тетя подавилась куриной косточкой. В 16 моего брата задрал барсук. В 17 я оттяпал себе левый большой палец мотыгой. В 18 тот трактор, который сбил моего пса, переехал отцу правую ногу. В 19... Я искренне сожалею, что на вашу долю жизни выпало столько боли. Надеюсь, сейчас это все идет нормально. Так вот, я шел через пустыню, и вдруг мой брамин пал. Также оказалось, что у меня нет воды, и давно я не пил. Потом у меня начали болеть кости, голова, мой кишечник начал бунтовать. А на теле выступила сыпь, которая никак не проходила. Самое время было сесть и умереть. Ну и вот, сидел я в пустыне, ждал, пока мир поглотит мою бессмысленную жалкую жизнь. Когда показалась стая когтей смерти. Ну вот, я думаю, и конец. Теперь я могу умереть. Я окончу жизнь кучей их дерьма посреди пустыни. Но нет, судьба сыграла со мной еще одну злую шутку. Блин, интересного чувака жизнь, конечно, вообще. Ему бы писателем стать, знаете. Такой. Тя-мя-мя-мя. Ансяп. Когти смерти не убили меня. Они дали мне воды, привели сюда, дали эту комнату, дали мне еду, отмыли меня, теперь не позволяют уйти. Я думаю, не откармливают меня ради какой-то неизвестной страшной цели. Я все говорю им, что я худой и я буду вкуснее, но это не работает. Они просто улыбаются, если это можно так назвать, глядя на меня, гладят меня по голове и говорят: не волнуйся, человек, все будет хорошо. Жуть какая. Мы-то знаем, что это значит. Но хуже того, они стали давать мне какие-то лекарства. От них у меня были газы, так что я перестал их принимать, но это хорошо. Думаю, это были таблетки для контроля разума, потому что я вдруг начал думать, что, возможно, все не так плохо. Потому что я вдруг начал думать, что, возможно, все не так плохо. Вот, собственно, и все. Я все жду, когда прозвонят к обеду, и они устроят пир из моего жирного, обрюзшего тела. Только не говорите мне, что у вас есть дети. Не, 12-2.
А в 22 какой-то странный грибок начал расти у меня на... Стоп, я не хочу знать. Ну... Вообще, я понимаю, почему их не отпускают. Потому что, ну, балаболы. Они просто возьмут и расскажут все. Но при этом они их держат и, ну, ну, как бы кормят, ухаживают за ними. То есть куда бы было бы проще просто убить их, типа, но они этого не делают. Так что они как будто бы реально ровные ребята. Водяной чип. В смысле? А, ты понял. Окей. Блин, он теперь выглядит куда стройнее. Забавно. Я нашел гэг! Нашел. Все, можно возвращаться в деревню. За нахождение гэка 4000. Все, супер кайф. Части навигационного компьютера. Блин, капец. Супер лут. Ба, какие люди, как дела? Ну, надеюсь, в сквоте у вас все прошло удачно. Делия, благодаря вам все пошло просто отлично. О, рад это слышать. Приятно было помочь хотя бы так. Вы здесь в плену? Не, я здесь по собственной воле, и мне здесь нравится. Я думаю, для меня это место будет вполне безопасным пристанищем на ближайшие дни. Ясно? А вы можете уйти отсюда, если хотите? Да, мне скажут, что я вольно уходить, так и оставаться, пока я остаюсь. Что вы можете рассказать мне о когтях смерти? Я знаю о них не больше, чем вы, я все еще пытаюсь привыкнуть к тому, что они говорят со мной вместо того, чтобы оторвать мне голову и поиграть в футбол. Страшновато, знаете ли. Ну да, во многих отношениях. Как вы здесь оказались? После того, как я покинул Скотт, я не знала, что делать дальше. В общем, я решила, что найду другой город и другую работу. И вот так я бродила по пустыне, решая, куда бы вы направиться. Ну и вот, однажды я стала искать хорошее место для ночлега. Было уже поздно, но на открытом месте в темноте оставаться не хотелось. Вдалеке я увидела костер и решил посмотреть, кто там сидит.
Значит, подкрадываюсь я к этому огню и вижу, два когтя смерти сидят и болтают по-человечески. Я как последняя дура заорал от обалдения, подскочил и бросилась бежать прямо в лапу третьего, который стоял за мной. Но если покороче, прошло некоторое время, прежде чем я поняла, что меня никто не собирается нанизывать на вертел и жарить. Вместо этого меня привели сюда, и Грутер меня допросил. Теперь я, если хочу, могу жить здесь. Интересно. А чего вы так настороженно держитесь? Ну, когда я пропустила вас в квоте, она решила контракт со своим нанимателем. Я была уверена, что из-за этого меня найдут и убьют. Поскольку вы здесь, это наверняка значит, что тревожиться больше не о чем. Полагаю, мой предыдущий наниматель уже не в том состоянии, чтобы искать меня. И вообще не в состоянии что-то делать. Вы в безопасности, Дели, больше не беспокойтесь, никто не мстить не будет. Спасибо. Это как гора с плеч. Всегда пожалуйста. Чего себе? Это что за... Здравствуйте, меня зовут Горис. Я вас не знаю, вы недавно здесь? Здравствуй, Горис. Грутер сказал, что мне следует найти тебя, и он считает, что ты можешь ответить на все вопросы. Значит, вы говорили с Грутером. Его мнение обо мне преувеличено. Я не знаю и половины из того, что он думает, что я знаю. Так или иначе, значит, вы из внешнего мира. Я видел людей, подобных вам. Некоторые из них живут здесь, в убежище, но вы выглядите не иначе. Вы как бы более закалены, если уместно такое сравнение. Видимо, вы немало прожили на этом свете. Были в разных местах и имеете за плечами разные свершения, я прав? Да, мне пришлось побывать в деле. Кстати, если ты согласишься ответить на несколько моих вопросов, взамен я расскажу тебе о своих приключениях. Договорились. Буду счастлив услышать все, что вы мне расскажете. Что бы вы хотели бы узнать? Что ты тут делаешь? Я удивлен, что Грутер не сказал вам об нем. Ну что ж, меня можно в определенном смысле назвать студентом. Я стараюсь узнать об этом мире, существующих в нем культурах, как можно больше. Сейчас я изучаю культуру, которая создает когти смерти в сравнении с развитием человеческой культуры в тех же направлениях. Здесь я уже собрал всю информацию, какую можно. Моему исследованию очень помогли бы путешествия, но одному идти мало смысла, как вы понимаете. Значит, ты искатель знаний. В нашем мире это большое достижение. Ты здесь в плену? Нет, я могу уйти в любой момент. Но я этого не делал, так как не хочу путешествовать в одиночку. Я достаточно силен и могу себе позаботиться. Но все равно, если что-то случится, я окажусь один посреди пустыни. Понятно. Как давно ты здесь? Вообще пару месяцев. Недавно я пришел сюда с побережья. Меня беспокоит тот момент, что они все... Не, как бы... Вроде бы когти смерти все ровные, но у всех... Как бы, ну... Время нахождения здесь одинаковое. Все 2 месяца здесь находятся. То есть, по сути, как только появились когти смерти 2 месяца назад, так и другие люди также примерно в одно и то же время начали здесь появляться и оставаться здесь. Вот, то есть ты тут сам в достаточной степени новенький, если не возражаешь. Хочу знать еще кое-что. Что ты знаешь, что... Ты знаешь, что случилось с людьми, которые когда-то жили в этом убежище? Их захватила группа, которая называет себя Анклав. Грутер и его стая были вынуждены участвовать в захвате. У них не было выбора, тогда они были рабами. Судьба этих людей лежит у Грутера тяжелым грузом на сердце. Он так и не просил себя за соучастие в этом деле. Людей не убивали, а взяли в плен живыми. Но кто знает, что приключилось с ними после. Значит, проклятые когти смерти все же были в этом замешаны.
Окей, ладно. Расскажи о когтях смерти. Это необычные когти смерти, как вы уже заметили. Им каким-то образом развили интеллект. Как им не ясно, это сделала группа людей, известная как Анклав. Похоже, что этому Анклаву потребовалась армия. В качестве солдат они выбрали когти смерти по причине их свирепости, большой физической силы и, ну, в общем, понятно. В любом случае, им не хватало только интеллекта. Они должны были быть достаточно умными, чтобы понимать сложные команды. Но не настолько умными, чтобы взбунтоваться против своих хозяев. Так вот, Анклав начал экспериментировать с каким-то вирусом или что-то вроде этого. И этот вирус ввели к когтям смерти. Им нужно было известно... им уже было известно, что этот вирус превращает людей в суперсолдат. И Анклав хотел посмотреть, что произойдет с когтями смерти. И результатом стала порода настолько умная, что все ее представители очень быстро поняли, что обречены на рабство. И они притворялись до тех пор, пока не смогли обрести свободу. И вот они здесь. Так получается, охереть, надо Анклав уничтожить, что ли? То есть в первой части это были, ну, мутанты, супермутанты, которые, блин, тоже ведали этой херней, этим вирусом. И в этой части опять же вирус, но уже от Анклава. И сам Анклав, видимо, такой, ну не знаю, какую-то херню начинает делать. И причем в ролике интро там же была какая-то херня, они врывались в какое-то убежище. Там типа семья какая-то открыла двери убежища, их тупо расстреляли. Но тут мне говорят, что тут живы, то есть никого не убили, но скорее всего это случилось в другом убежище. Может быть в 15-м, кстати. Подозреваю, что случилась какая-то херня из разряда... возможно, сперва Анклав грабил убежище, убивая всех. Но потом они такие типа узнали, что есть этот самый вирус. И исходя из информации первой части, мы знаем, что вирус очень хорошо работает с чистыми людьми. И они теперь тоже это как-то выяснили, и причем еще и экспериментируют с этим вирусом, вхуячивая его во всякие разные существа по типу когтей смерти. Ну, короче, что-то анклавовцы, да, там мутят какую-то жесткую хуйню. Надо их, походу, тормозить, так сказать. Так, что ты можешь сказать мне о Груторе? Грутор не такой монстр, каким кажется. Он искренне заботится о всех нас и делает все для нашей безопасности и выживания. Все мы доверяем ему своей жизни. Я не знаю, что еще я могу сказать о нем. Вам лучше узнать его самостоятельно и вынести собственное суждение. Ну, поспешных суждений о нем делать не буду. Привет, Денис. Доброе утро. Здравствуй. Считаешь ли ты, что когти смерти представляют собой угрозу для человечества? Ну, потенциально да, особенно если принимать во внимание их недавно развившийся интеллект. Однако не считаю, что Грутер со своей стаей представляет собой угрозу. Насколько я понял, все они прежде всего уважают жизнь и личную свободу. Впрочем, я не жду, что вы удовлетворитесь моим словом. Я бы посоветовал расспросить остальных, кто живет здесь. Окей. У тебя есть какая-нибудь информация об упомянутом тобой анклаве? Нет, только то, что я вам уже сказал. Хотя нет, стоп, еще одна деталь. Анклав сильно заинтересовался Уриином на западе отсюда. Почему? Я не знаю. Вот теперь все. Блин, ну Денис, не спойлери ничего. Я-то не знал, что это коготь смерти, к примеру. Ну, любая информация полезна. Спасибо тебе за нее.
Что ты знаешь об этом вирусе? По-моему, это называется вирусом ВРЗ, да. А, ВР. Да, это он и есть, что и в первой части. Кажется, что-то типа временное развитие эволюции. Или, вирус развития эволюции, наверное. Анклав проводит или проводил обширные исследования этого вируса. К сожалению, больше я ничего не знаю. Окей. Ты упомянул, что хотел бы путешествовать. Хочешь присоединиться ко мне? Но в вашей группе слишком много людей. Я подожду, пока освободится вакансия. Собака. Пошел нахуй, собака. Оставайся здесь. Все. Все. Тут, сука. Горис. Горис колеблется, и вы явно ощущаете, что тщательно вас изучают. Я почти за честь присоединиться к вам. Вот и все. Коготь. Ну, типа того. Но я не знал, что он коготь смерти. Я думал, может, это, ну, типа, мутант или что такое. Ну, пацан, да. Блин, я так подозреваю, на него, ну, броня не ставится, да, наверное? Да, я так и понял. Окей. Окей. О! Мяу-мяу, я киса. И я умею такие вещи, которые умеют только кисы. Ты кто? Я тебе еще пинка дам. Квадробер. Да, я понял, что я стараюсь. Там ничего не выходит все равно. Я просто обычный человек, который в восхищении от того, что ты умеешь. Как тебя зовут? Я Сэнди. По правде, я никакая не киса, я просто так играю. Понятно. Можете спросить? Тебе здесь нравится? Ну, наверное. Тут больше нет других детей, чтобы играть. Но мама говорит, это временно. Она думает, сюда придут жить и другие дети. А я пока люблю играть с Валдисом. Он веселый, он дает мне на спинке покататься. А мама говорит, чтобы я оставила Валдиса в покое. Он занят, и у него нет времени играть. Но он всегда играет со мной, когда я его прошу. Я просто больше не говорю об этом маме. Это здорово. Ты здесь в безопасности? Да, мама обо мне заботится, а Валдис никому не даст меня в обиду. Не, ну все как бы вообще, ну, супер кайфово, но я не знаю. Не, в принципе, я все узнал, что хотел. Конкретно. То есть, ну, как бы все... Все факты ложатся, ну, складно, нормально. То есть 100% анклав. Но что меня волнует, этот ублюдок в фиолетовом балахоне наверху, который восхвалял выходца из убежища, он об этом не упомянул ни хера. Хотя с другой стороны, он пояснил мне, что он уходил на недельку куда-то, а вернулся, тут уже когти смерти. Но он, видимо, просто не в курсах, но и расспрашивать особо не стал. Видимо, боится услышать ответы от когтей смерти. А вдруг они скажут, типа, то, что да, действительно, мы их всех убили. Но на самом деле их всех похитили. Здравствуйте, Ариэль, меня зовут Нолан. Да, я тут недавно. Приятно познакомиться, чем могу вам помочь? Ну, прошу прощения, что нарушаю ваше одиночество, но не могли бы ответить на несколько вопросов? Ясно. Вы здесь в плену? Нет, я могу уйти в любой момент. Хорошо. Окей. Как с вами обращаются когти смерти? Да, они дают мне воду, еду, кровь и защиту. Здесь я чувствую себя в полной безопасности. Это больше, чем когда-либо я желала. Окей.
Вы хотели бы покинуть убежище? Я размышлял над этим. И я, скорее всего, скажу, что нет. Здесь я чувствую себя в большей безопасности, чем где-либо еще. Конечно, без компании людей, подобных мне, тут немного скучно, но я надеюсь, что в будущем сюда придут другие, и проблема исчезнет. Пиздец, можно быть токсичной гнилью просто. Окей. Но мне придется побеспокоить вас еще. Так скажите мне, Риэль, почему вы так опечалены? Недавно умер мой муж. К этому трудно привыкнуть, мне его не хватает. А что случилось? Мы с мужем шли с караваном на Новую Калифорнийскую республику. Мы хотели начать жизнь сначала. Для нас и нашей дочери Сэнди. К несчастью, однажды ночью на караван напали налетчики, то есть рейдеры. Они вели себя просто как звери, убивали всех мужчин, женщин, детей. Рэнд, мой муж, погиб, пытаясь защитить Сэнди и меня. Мы уже должны были погибнуть, когда произошло чудо. Я держала Сэнди за собой, стараясь уберечь от подонка, который застрелил Рэнда. Он стоял над телом моего мужа и смеялся, целясь мне в голову. Неожиданно из темноты появилась огромная когтистая лапа. Схватила его, и хорошо, что Сэнди не видела, что было дальше. Так или иначе, когти смерти перебили всех налетчиков. Тот, что спас Сэнди и меня, стоял рядом и говорил со мной. Он все время повторял, что я в безопасности, что он сожалеет о том, что не смог прийти на помощь раньше. После этого когти смерти привели нас сюда. Блин, интересная история. Карла в скуфельках. Здравствуй. Пинкертон, спасибо за фоллоу на ВК. Спасибо за подписку. Большое спасибо. Так. Так, это все довольно-таки интересно. Приветствую тебя, человек. Привет, ты кто? Меня зовут Валдис, а ты кто? Приятно познакомиться, меня зовут Нолан. Чем могу тебе помочь? Что у тебя за работа? Сейчас сохраняет эту часть убежища от всех лиц без допуска. Так, ну видно, что ты как следует знаешь свою работу. Ну, почему я не могу пройти? Или я могу? Лол? У них там дети? Они реально размножаются, и они такие же умные? Пацаны. Не паримся. Кажется, сюда надо, да? Ладно, пойдем туда сразу. Так, науку. Вы осматриваете компьютерный терминал, но не можете найти никаких очевидных неисправностей. Что будете делать? Запустить программу диагностики. Вы уверены, что в этой системе не может быть набора диагностических программ, однако вот с клавиатуры, похоже, не работает. Устройство реагирует только на голосовые команды. Так. Давай голосовой модуль. Вы осматриваете компьютерный терминал, но не можете. Так. Вскрыть и посмотреть, что внутри. Продравшись сквозь нагромождение кабелей и печатных плат, вы выясняете, что поломка была намеренной. Это саботаж. Одна из печатных плат, модуль распознавания речи, пришла в полную негодность и ремонту не подлежит. Ее необходимо заменить новой. Теперь осталось только найти исправный модуль на замену. Пожалуйста.
То есть я модуль вставил, но ну то есть у меня модуль исчез. Все нормально. Добро пожаловать житель убежища. Для вашего удобства этот терминал Vault-Tec был модифицирован, чтобы реагировать на голосовые команды. Пожалуйста, произнесите вашу команду. Запустить диагностику. Пожалуйста, подождите, пока не будет инициирована диагностическая проверка Vault-Tec. Ценит ваше терпение, спасибо за ожидание. Диагностика завершена. Система в порядке. Вы используете оборудование Vault-Tec? Как-никак. Так, переключиться в режим ввода с клавиатуры. Переключение в режим ручного интерфейса. Режим ручного интерфейса запущен. Для удобства других пользователей этот терминал автоматически вернется в режим голосового интерфейса после завершения сеанса. Пожалуйста, введите команду. Поискать в базе данных что-нибудь интересное. Довольно быстро вы находите 3 файла, которые наверняка представляют собой интерес. Руководство по выживанию для жителей убежища, сокращенный вариант. Хроники убежища 13. Журнал смотрителя убежища. Окей, начнем с первого. Добро пожаловать в убежище 13, новейшее детище компании Vault-Tec, лидера на рынке ядерных бомбоубежищ. Vault-Tec, последнее слово в американском домостроении. Окей. Но я же задаю вопросы риторические, понимаешь? Так. Наша серия убежищ была разработана для обеспечения комфортной жизни после наступившего ядерного Армагеддона. Помните, что получать и применять навыки, которые пригодятся для жизни в убежище, долг каждого американского гражданина. Следует начать с описания вашего нового дома. О, привет, енот. Здравствуй. Характеристики убежища. Начало строительства август 63 года. Окончание строительства март 69-го. Плановый бюджет 400 миллиардов. Реальный бюджет с процентами 645 миллиардов. Или триллионов. Чего? Так, миллион, миллиард. Бля, реально триллион. Общее количество жителей 1000 при полной эксплуатации. Срок беспрерывной эксплуатации 10 лет. На самообеспечение. Число жилых помещений 100. При полной эксплуатации потребуется введение дополнительных койко-мест. Сексиллиона, ну вообще. Толщина дверей 4 ярда, сталь. Земной покров 3 миллиона 200 тонны грунта. Глубина 200 футов. Компьютерная система управления, искусственный интеллект, первичное электропитание, геотермический генератор. Второе. Электропитание, дублирующая система ядерного синтеза от фирмы General Atomics. Потребление электроэнергии 398 мкв в день. Запасы. Строительное оборудование, гидросельскохозяйственной фермы, очистители воды подземных рек, вооружение. 10 боекомплектов, средства связи, образовательные и развлекательные файлы из расчета полносрочной эксплуатации. Чтобы помочь обитателям убежища хранить информацию, а информация чрезвычайно важна, фактически это главное оружие в борьбе против конца цивилизации. Компания Vault-Tec выбрала персональное устройство Rapco Pip-Boy 2000. Pip-Boy 2000. Компания Rapco является удобным устройством, которое вы носите на запястье. Это небольшой, особенно по сегодняшним меркам, прибор. Он будет хранить хороший объем информации для вас, а на экране Pip-Boy 2000 вы можете увидеть суперсовременную графику. Более подробную информацию вы сможете найти в руководстве для Pip-Boy. Ключ к успешному возрождению цивилизации после масштабной ядерной войны – это кадры. Мы, сотрудники Vault-Tec, тщательно работаем над тем, чтобы гарантировать, чтобы ваши братья и сестры по убежищу будут готовы поднять Америку из пепла. Мы считаем, что доброжелательные отношения – один из лучших инструментов в нашем распоряжении. Если у вас возникнут какие-либо трения с другим жителем убежища или отношения просто ухудшатся,
Рекомендуем немедленно сообщить об этом вашему смотрителю убежища. Помните, когда двери опечатаны, слово смотрителя — закон. Вот и исполнилось мне 23 года. О, поздравляю с днем рождения. Да, с днем рождения. С днем рождения. Так. Да. Стрелки крутятся все быстрее, стали звезды на год взрослей. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения! Успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения и миллион ночей. Да, 23. Классный возраст. Столько всего можно выучить. Только двери впереди открыты. Да, да, да. Я женился в 25 лет. Проебал год жизни в армии и все такое. У тебя этого всего не было, но все впереди. Начало ипотеки. Да. Кошмар. Ну, эта ипотека, конечно, полная жопа. Полная жопа. Надеюсь, устроишься куда-нибудь на стабильную работу. Будет хорошая, стабильная зарплата. Вот. Привет, хуй-хуй. Да. А стримлю, кстати, 15. Просто в средневековье жизнь тяжелая, а потом вампир укусил его. Да, да. А я в 90-х хуйней страдал. Потом что одно, то другое. Да, по молодости много всяких разных глупостей совершаешь. Понимаешь, что время зря терял и так далее. Разбазариваешься в свое время то туда, то сюда. Да, это такое. Успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения и миллион ночей дней. С днем рождения, любви до головокружения и чумового настроения и самых преданных друзей. Блин, не успел его поставить. Железный шлем, деревянный костыль. Король с войны возвращался домой. Солдаты пели, глотая пыль, и пел с ними вместе король хромой. Терьям, терьярим, тя-теря, терьям, терьярим, тя-теря, терьям, терьярим, тя-теря, терьям, терьям, терьям. Трям. Троянский бархат, немурский
И вот платком она машет, завидев полк, она смеется, она поет. На случай важных таких вот праздничных моментов поставим кота танцующего. О. Плясал на площади люд простой. Он тоже пел, он молчать не мог в такую минуту и в день такой. Да. Вот еще одна еще. Еще одного кота поставлю. Во-во-во. Нормально. Так. И два берега, у реки два берега. Ты не верь слезам, все вернется. Все вернется. Так. Так, в 2161 году сломался водяной чип. Хроники читаем, хроники. Вы преисполняетесь с чувством гордости, когда читаете о своем дедушке, избранном для важной задачи покинуть убежище и обследовать пустыню в поисках нового водяного чипа. Однако вам кажется немного странным, что самая почитаемая легенда вашего племени описывается в одном маленьком абзаце. Читая дальше, вы узнаете об успехе вашего дедушки, последующем его изгнании, и о том, как, насколько других обитателей убежища решили присоединиться к нему. Не желая больше оставаться. Жесть. Да, дедушка этого Нолана, то есть тот Нолан, дедушка этого Нолана. Так, вот как он создал, получается, свое поселение. Когда он уходил, он прихватил с собой еще других жителей убежища, которые типа так, ну типа факт показали типа смотрителю и сказали типа пошел ты нахер, мы идем за ним. Также вы узнали, что смотритель был в конечном счете судим и казнен оставшимися обитателями судьей. Едрич! Жестко, жестко. Последняя запись в хрониках датируется маем 2242 года. Кажется, тогда в убежище 13 были впервые получен сигнал «Все чисто» от неизвестного источника извне. После некоторого обсуждения жители убежища решили открыть двери и посмотреть, что их ждет на поверхности мира. Записи о том, что случилось с ними после этого, нет. Так, посмотреть журнал смотрителя убежища. Требуется авторизация. Пожалуйста, введите пароль. Да. Казнили сраного смотрителя. Ну, правильно, правильно. Попытаться взломать. Через несколько адовых минут вам все-таки удается взломать журнал смотрителя. Однако, как оказалось, все записи, кроме последней, были удалены. Ладно. Да. Да, есть. Оно даже в ярких моментах сохранено, типа как полное прохождение первого Fallout. Вот здесь на Твиче есть. Так, давай посмотрим, что там смотритель хотел нам сказать. Итак, похоже, это мои последние слова. Я сомневаюсь, что выживу и сделаю хотя бы еще одну запись. Жители убежища дискутировали
И абсолютно ясно выразили, что хотят моей смерти. Блин, 1000 лет не слышал этой песни. Я знал, что этот день наступит. С тех пор, как он стал раздражать их, творя невозможное. Конечно, он спас же наши жизни, но он также и разрушил все. Да будет всем известно, что мало радости было для меня в изгнании вашего супергероя. Но у меня просто не было выбора. Его приключения во внешнем мире слишком сильно изменили его. Он стал большой угрозой для проекта. Если бы я позволил ему остаться среди нас, он, возможно, раскрыл бы истинную миссию убежища и поставил бы эксперимент под угрозу. Если бы и не обнаружил, то, по крайней мере, стал бы вдохновлять других на губительные приключения. Он просто должен был уйти. Не было другого выбора. Но даже этого было недостаточно. Нет, я боюсь, ущерб уже был нанесен. Я позволил самым ярым его сторонникам последовать за ним в изгнание, а затем попытался восстановить контроль над теми, кто остался, но это было бесполезно. Меня уже дискредитировали. Да, будет так. Единственное, в чем я виновен, так это в пожизненном исполнении заветов нашей великой нации. Я жалею о том, что убежище 13 вряд ли выполнит свой социальный эксперимент, избавившись от меня. Многие, скорее всего, оставят убежище не сразу, разумеется, и я привил им слишком сильный страх перед внешним миром. Но в конце концов, они преодолеют этот страх. Не верю, что убежище 13 останется закрытым до 2277 года, как предписывает эксперимент. Боюсь, мне не удалось исполнить свой долг смотрителя. Остается только надеяться, что остальные убежища, участвующие в программе сохранения социума, будут более успешно обращаясь к своему начальству. Найти в терминале информацию о программе сохранения социума. Покопавшись несколько часов в архивах компьютера, вы так и не нашли ни одного упоминания программы сохранения социума. Вы плюете на поиски, клянетесь себе, что никогда больше не смотреть так долго монитор. Да. А, я уровень получил. Нормально. Так. Так то ли в Нью-Вегасе, то ли в третьем есть инфа, что какое убежище получилось вместо этого. Не, это здесь, Карло. Убежище номер 8, где стоит город-убежище, они получили 100 вотер-чипов. Я у них там был, там есть они. Да. Давно не играл, забыл уже. Ну вот, они там есть, да. Так, скорострельность возьмем. А смысл вообще это делать? Бред же полный, не? Так, тяжелое оружие вкачаю. Старость. Да, это нормально. Стоп, сюда не ходи, чужим нельзя. Хорошо, ухожу. Нет, там система устроена. У тебя будет больше критов и подобного. Ну ладно. Ну посмотрим. Может быть, позже вкачаю. Ты стреляешь как Вик. Ну, не сказал бы. Ты помог мне установить мою веру в людей, человек. Я благодарю тебя за все, что ты сделал для моей стаи. Могу ли я как-то это отплатить тебе? Нет, спасибо, у меня есть все, что нужно.
СТС, спасибо, благодарим тебя. Вот так вот. Лол. Тут что есть? Happy birthday. Да. А в молодости бывало, поиграешь в Fallout, удовлетворишь гарем красоток, спасешь мир, а потом просыпаешься и в школу идешь. Времена. Да. Не, ну серьезно, прекрасная игра. Вообще, мне кажется, со временем я сам хочу, ну, сильно задумываюсь об этом уже. Думаю, стоит заморочиться и сделать подобную игру. Не так вот прям вот с таким размахом, а примерно так же. То есть не упарываться в графику, а прям нормально так поработать над содержанием, знаешь. То есть дать волю, точнее не волю, а дать пространство для воображения игрока. То есть как было в космических рейнджерах и как было вот здесь, тут очень сильно, ну, на впечатление игровое работает именно тексты. Ты такой вчитываешься во все это и такой типа, блин. Вот это прикольно, короче, было типа. Классно сделано, типа. Ну, в том плане, что... Да, слышу, избран, да. Блин, ты вышел на связь, когда деревня умирает, все наше будущее умирает вместе с ней. Осталось мало времени и сил. Еду, деда, еду, сука, у меня машина есть, я гэг нашел. Дедушка, все будет хорошо. Вот прям воро я уже жму. Ты в курсе, что есть игра Atom RPG, игра от наших ребят? Да, кстати, Atom RPG знаю, да. Насрать на них. Черная тень добралась до нас раньше тебя. Лол? Ты плохо выглядишь, давай помогу тебе. Слишком много лет и слишком много ран избранных. Да ну, чё за хуйня? Ясно. Ушли черные духи. Они забрали все. В смысле? Анклав, что ли? Сначала был ветер. Он принес больших стрекоз, Вертокрыл этот ёбаный. которые плевались огнем. Да. И люди вылезли из брюх этих тварей и убили наших воинов. Вопрос дохуя глупый, мне кажется. У них, сука, силовая броня, пулеметы, блин. Их дух был силен, но копья слабы. Да. Злые люди сожгли наших воинов дьявольским пламенем. Всех убили? Тех, кого не убили, захватили в плен. Мой дух вернулся в тело только для того, чтобы поведать правду избранному. А что сами те, кого взяли в плен? Странный туман похитил их разум и унес их в страну снов. Злые духи ходили среди спящих, но сами не спали. Их летучие звери проглотили всех и улетели.
А куда дул тот ветер, который унес их? Надо было внимать мне, когда я рассказывал о годовом танце духов ветров. На юг, конечно. Твои рассказы были столь яркими, великий Хакунин, что во время твоих уроков мне часто случалось терять сознание. В скобочках засыпал. Они улетели с южным ветром. Я подслушал разговор черных духов. Они хотели Наварра. долететь до места под названием Наварро. Там дать птицам отдохнуть и затем пересечь чашу слез матери земли. Да ну нахуй. Они из материка собираются улететь? Океан слез, выплаканных матерью, А, океан. скорбела по своим детям. А что мне делать? Для меня уже ничего не сделаешь. Постараюсь. Избранный, найди твердыню черных духов и спаси наш народ. Хорошо. Ты Этот закон давно избранный, известен, мне интересен Ты мир должен весь весной, если даже справиться. дождь идет с утра. Надо, чтоб люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра все будет Хакунин? лучше, чем вчера. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Какой-то куст... Блин. Бывает капризен успех, он выбирает Что, залутать тех, кто Хакунина нельзя? первым посмеяться над собой. Вы не можете исцелить мертвых. Плохой во сне, проснись и А, позабудь, что миновало, все, что упало, то пропало, все, что ушло. Нюрина был? Не. Ну все. Хорош. Так, готово. Сергей не убей. Ты так и не спросил. У него где задачка? Борис Хакунин же. Он же еще книжки писал. Прикольно. Там дофига крутых квестов гангстерских разборов. Не, но теперь я никак не ограничен во времени. Так что все. Я думаю, мой народ будет нормально чилить там. Ну, все у них будет в порядке, я надеюсь. Ну, чё? Я думаю, нормально все. Ну, блин. Взяли и похитили всех. Я думал, сейчас вернусь к гек, включим и заживем просто. Но нет, блин. Козлы вонючие должны были насрать, конечно. Сволочи. Ладно. Закон подлости. Так. Прежде всего, сохраняемся. Украли мой народ. И поедем отсюда. А, подождите. Где моя батарейка? А. Так, окей. Значит. Давай заглянем в Кламат. Брони наши силы батареи. Город трапперов. Так. Это что за собака? Увидите крупную грязную собаку темно-песочного цвета, явно одичавшую. Смотрит на вас с обожанием. Да, я вернулся, ёпт. Так.
Снова ты, да? Погоди, у тебя что есть вообще? Деньги есть? Есть. А мне продать, в принципе. На, ширяйся. Дай собаке мясо, она пойдет с тобой. Но я ей давал уже. Вот этой собаке я уже давал. Ну поэтому она сбалдеет с меня. Блин, ну тут, по-моему, вообще как бы все сделано. Или чё? Помнится, что-то было, короче. Найти Гуля Вуди для Персии, попробовать поискать в дыре. Вот, короче. Ага. Все, пошли. Дело не в проворот, вообще жесть. Ты же ими не пользуешься? Не, пользуюсь. А ты духа в дыре радовал квестом? Какого духа? Ты Анну имеешь в виду? Которая с кулоном? Чьи кости надо закопать в могилу? Я это все сделал. По описанию этого мумия сильно смахивает на Гуля. Ладно, хочу взглянуть сколько. Покажи мне мумию. Чудесно. Эй, минуточку, никакая это не мумия, это же Гуль, Вуди. Эй, Вуди, это ты? Мумия фыркает, протягивает и продирая заспанные глаза. Привет, говорит мумия сонным голосом. Дьявол, вашу мать, это правда, Вуди. Беги, Вуди, беги отсюда. То есть, ну, хромай отсюда, давай. Так, Вуди, потому что это на самом деле Вуди, а никакая не мумия, сонно встает, хватается за края саркофага из папье-маше. Тут, видимо, окончательно проснувшись, спускает вопль и бежит к двери, оставляя за собой хвост из туалетной бумаги, изображавшей бинты мумии. Крикнув напоследок «Спасибо, незнакомец», он скрывается за дверью. Вот оно! Все в этом городе с вами покончит. Теперь вы никакой не великий Ананиус, просто самая обычная задница. Да, Вуди, давай, вот так вот. Великий Ананиус пожимает плечами. Знал же я, что нужно было брать того одноголового брамина. Ну что ж, вернусь назад к чертежной доске. Вуди Лайс Мэттер, да. Одноголовый брамин? Конечно, кто бы такое поверил. До свидания, мистер Шарлатан. Беги, Форест, беги. Давай торговать. Так. Погоди, что еще мне в дыре было? Какие дела? Ну да. Пойдем к механику. Этот топливный контроллер. Сейчас возьму. Регулятор, точнее. Из багажника. Он же у меня там должен быть. Угу. Привет, ну как тебе машина? Да просто прелесть, Митти. Но тут у меня есть деталь машины, я не знаю, что с ней делать. Да это ж топливный регулятор. С ним тачка меньше топлива будет жрать. Я могу поставить его за 750. Звучит превосходно, Сметти. Ставь.
Ну вот, пожалуйста, лучше, чем новая. Смотри, не попорти ее. Спасибо, Смит. Вот так вот. Все, поехали отсюда. Чё? Вы что там, блин, суету наводите, ребят? Бегают по домам, ныряют. Так. По-моему, можно соседнее село. Да. Так, в Мадоке, город Фарла, мотель, главная улица, пастбище браминов. Да сразу в Гекко поеду. Блин, топливо вообще нормально израсходуется. Ну, нормально, типа, ну. Вообще хорошо. Кстати. Тут же у меня есть супер крутой чел, который, типа, может модернизировать пушки. Спасибо за починку нашего атомного реактора. Уж точно его было пора наладить. Я им показал, как это делается, но они мне больше не доверяют. Раньше игры были явно лучше. Спасибо, Карло. Из современных игр меня мало, что затягивает надолго. Разве что, недавно потратил 80 часов на ремейк третьей персоны. Так сказать, сыгранул в игру детства в новой графике. Спасибо, Карло, за 200. Ну, в старых играх, короче, помимо чувства ностальгии, я вот считаю, что есть такой, ну, прикольный момент, что из-за ограничения графического составляющего силы разработчиков уходили на наполнение содержания игры, а не вот его вот это вот все. Поэтому по большей части она, ну, старые игры не такие, кажутся более, ну не знаю, более интересными, прикольными во всех этих смыслах. Не такие тупые, как вот нынешние. В особенности, вот среди тупых игр, в новейших, но Ubisoft по большей части, ну, типа, этого. Потом еще тот Говард сильно обленился. Ну да. Душевные. Ну, серьезно, типа, если вспоминать Тодда Говарда, то у него старые игры были куда больше, ну, наполнены, ну, по смыслу, там какие-то квесты нормальные были, хорошие. А в нынешних, особенно если смотреть на Fallout 4, так там вообще караул. Ну там он просто въебал сарказм, что-то еще и все. Ну, насрать, короче. Да, нет, сарказм, все. И типа вопрос с этим, как его, дай инфу, да, нет, сарказм, вот все. Обновленный Skyrim. Да. Именно так сейчас разрабы той же Final Fantasy говорят, что ремейк 9 части это минимум 3 современные игры, и у них нет средств и времени делать это сейчас. Вспомни, как тот продавал броню для лошади в Обливионе. Да. Так что так вот, ребята. Так вот. Так, доработать кое-какое мое снаряжение. Что, нечего дорабатывать? Серьезно? То есть он вот это вот не хочет, да? Ну ладно. Пойдем к реактору, отдадим диск. Диска-то с собой нету. А знаете, почему Морвин такой хороший? Просто тогда его еще не было руководителя.
Да. Ох уж это тот. На ярлыке этого диска написаны данные о работе реактора. На этом диске содержится последовательность цифр, которые ни о чем вам не говорят, но здесь явно много информации, должна быть, она для кого-то очень важна каким-нибудь образом. Так, вроде бы я точно загружал туда данные, и теперь мне просто нужно отдать этот диск людям в реакторе. Как бы мне тут не заработать лучевую болезнь опять. А хотя тут же вроде как уже нет никакой утечки, я же починил реактор. Все должно быть в порядке. Да ладно, я не заходил в этом сейве, я не заходил. Тот максимально переоценен. Он по факту игру делать не умеет. Не, короче, прикол в чем Тодда Говарда. Это в каком-то интервью говорилось и так далее. О том, что просто однажды в беседке нужно было, чтобы кто-то выступал от имени компании, и они выбрали просто самого фотогеничного чувака из всей команды разработки. И все. То есть тот Говард, но он просто типа претти-бой. Он просто претти-бой, которого они решили поставить как лицо компании, чтобы тот мог выступать на всяких разных этих там, ну... И все. Насколько деградировала беседка, хорошо видно на Старфилде. Да, да. Ну и потом от обычного претти-боя он поднялся до действительно какого-то уровня СО и стал типа таким, как бы сказать, ну конкретно руководить стал в компании. Вот в этом типа проблема. Да. Просто так вот все. Вы закончили изучение медицинской базы данных и города-убежища. О, вы потратили почти час на изучение архивов, погрузившись в глубины базы данных. И вы натыкаетесь на серию древних архивов с чертежами каких-то бронеимплантов. Изучите информацию бронеимплантов. В файлах описана операция выживления удара прочных пластин и термальных рассеивателей в человеческий скелет. Увеличивающие устойчивости пациента. Чиу? Реальные импланты? Так, запомните это и посмотреть базу данных в поисках еще какой-нибудь информации. Лол? Я за деньгами, а не у вас. Я не забыл вот ваши деньги. Эта сука мне платит по 500. Каждый раз. Он типа просил у меня пронести ему винт, как типа образец, чтобы он мог сделать наркотики. Сын маминой подруги, да вообще жесть. Не, ну ты посмотри на это. Легкое оружие 100, тяжелое оружие 98.
доктор, взломщик, ученый, супермеханик, оратор, практически Bear Grylls на натуралисте, торгаш 50%. Вообще жесть. Вообще-то он антидот хотел сделать на твоя жадность. В смысле антидот? Да он пиздит. Не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не. Не верю в это, не верю. Да не верю в это говно. Найти отчеты по работе генератора города-убежища. Продолжить свой поиск в архивах. Прекрасно так, ага. Да нет, он не хотел. Да не, бред. А чё он темнил-то? Почему он нормально не мог сказать-то? Он 100% хотел создать синтетические наркотики, всего, что, ну, типа, было. У вас прекрасный голос, вы должны постоянно упражняться. Спасибо, это очень любезно. Вы получаете 1 единицу кармы. Да, он антидот делает. Серьезно? Наркоту другой чел делает в игре. Да ёб твою мать. Серьезно? Он реально хотел сделать... А чё он такой мудак-то? Нормально изъясняться не умеет, блин. Серьезно. Чё он темнил? Просто сказал бы мне как есть. Это за шо? У меня завтра 15-я годовщина свадьбы. Я в ахуе, если честно. Сколько эта женщина меня терпит с учетом того, какую дичь я исполнял в начале. Ну, это прекрасно. У меня в следующем году будет 10 лет. Да. Я тоже человек женатый. Чувствуешь себя сволочью, да? Ну, странно, конечно, что просто за то, что у нас с тобой все еще чувствует себя виноватым. Но... Не знаю даже. Женатики. Да. На 10 лет не выглядишь. Ну да, типа... Десять лет совместной жизни с другим человеком меня как бы не испортили, так скажем. Ну разве что только в массе набрал. Да. И все. Я понял, что я должен сделать. Господи, подождите. Ладно, побежали так. Короче, сейчас я просто добегаю и говорю... Нет, точнее не говорю, а просто вставляю диск в этот... В компьютер реактора, и все. Что-то я об этом не подумал. Что-то я об этом не подумал. Да тебе только на бокс надо записаться. Ну что же, таинственный незнакомец, чем же я смогу помочь? Интересненького? Хах, приятель, город-убежище совсем не интересненькое место. Если только охрана. Правда? Тогда я, наверное, ошибаюсь в представителях местной власти. Рейд на прошлой неделе ты, наверное, тоже проспал. Рейд? Да, так и увлекательное было зрелище. Патруль вломился сюда в поисках нелегального товара.
Они высадили дверь, распотрошили сначала мои запасы, а затем и некоторых посетителей. И что потом? Беднягу Джошуа они утащили за сопротивление при аресте, а меня оштрафовали. И знаешь за что? За то, что нашли на складе. Прикинь, настоящий виски. И никого не волнует, что я получил разрешение от Старка 3 месяца назад. Козлы. Да, серьезно. Дальше больше. Теперь я в долгах перед охраной, и мне пришлось снова закупать алкоголь у торговцев втридорого. Чуют мои кости, что охрана скоро снова завалится, чтобы надрать мне задницу. А в основном тут как? Да и лучшие дни не стоят дерьма. Граждане много не пьют, так что я наливаю в основном торговцам. Следующий сукин сын, который вздумает торговаться за выпивку, будет носить свою задницу вместо шляпы. Ну и какого хуя ты тут торчишь? Сердце у меня слабое. Нужны кардиостимуляторы, чтобы оно продолжало биться. В этом году ты получишь нормальную медицинскую помощь. Так вот я и осел здесь. Похоже, ты этим местом сыт по горло. Мне хочется прикрыть лавочку, и пусть этот город сгниет. Пошло оно все. А чё ты не уезжаешь? Тут пустоши. Хех. Меня тошнит от этого места. Но я еще не выжил из ума, чтобы идти туда в одиночку. Ну го вместе. Нет, у тебя и без меня народу навалом. Ну что ж, пришло время нам расстаться с толстяком Виком. Как раз его дочь здесь. Вика нахуй здесь оставляем. Да, я так и собираюсь делать. Не, сейчас все равно. 3 детей, неплохо зарабатываю. Ну, у меня тоже 3 детей. Просто мы поженились рано. Ей 18 было, мне 20. Ну ты немного старше меня, получается. Подожди. Мне в этом году 33 исполнится. А ты говоришь 15 лет. Ну да, ровесник получается даже. Не, погоди, тебе 20? 35, ну, да, старше. 36 мне уже. Нормально. Блин, Вик, как же я буду счастлив избавиться от тебя. Сволочь ты толстая. Как же это офигенно. Наконец-то избавиться от этого урода, блин. Так, давайте-ка все сложим сюда. И все забираем. Чего? Это тоже весит? У меня же оружие всякое, да. Ну, ладно, чё, как бы не могу его так. Не жалко. Я даже не поленюсь его доставить его дочке. Просто, блин, рядом с его дочерью поставлю. КСД хорошо со стволами, типа пистолетиками. Пожилой жмых. Нормально. Не, ну у нас, походу, сейчас будет команда мечты просто. Dream Team, на. Так, поближе, Вик. О, привет, папочка, рад тебя видеть. Привет, Валерий, я тоже рад. Ну и, собственно, ты здесь остаешься. МБ не поленишься, заведешь динамитную шашку на 2 минутки, уйдешь.
Настолько жестко воссоединять семью я, конечно, ну, не готов. Просто лучше их оставлю. Ну что же, таинственный незнакомец, чем же я смогу помочь? Так. Серьезно? Отлично. Зачисляй. Го. В чем дело? Что за взгляд? Мне надо сказать тебе что-то, что ты задумал. Что еще? Опять этот вид. Задавлю авторитетом. Снаряжение. Что не так с моей снарягой? Ну, в основном винтовки и дробовики. Это что касается личных предпочтений. Неплохо обращаюсь с пистолетами. И если понадобится поучить кого-нибудь хорошим манерам, дай мне кастет, и я станцую кулаками польку у него на морде. Ну хорошо, только между нами. Я и с копьями обращаться умею. Мы с приятелями часто охотились с копьями на радскорпионов. Ну вот, я жив, а они нет. Это ведь о чем-то говорит. А что за зазорного владение копьями? Не хочу, чтобы люди считали меня дикарем с костью в носу. Никогда не видел дикарей настолько тупых, чтобы ходить с костью в носу. А ты знаешь, что я тоже дикарь? А не надо играть со старым Кэссиди. Ты не похож на дикаря. Да, я избранный. Ну, к черту все. Можешь принять мои искренние извинения прямо здесь и сейчас. Никого не хотел обидеть. Да ладно, все нормально, Опять все этот нормально. вид. Задавлю авторитет. Так, мистер Вик. Нормально у него такой объем этого. Ёп, твою мать. Чиш. Так. В чем дело? Что за взгляд? Мне надо сказать тебе что-то, что тебе не понравится. Угу. Навык легкое оружие. Красавец, красавец. Нормально. Ну, это, блин, просто волшебно. Ну, почапали, почапали. Так. Сейчас я свою снарягу возьму. Ща. А, пилюли там. А может я ему дам пилюли? Они же как раз для сердца. Так, вот же сердечные пилюли ему. Да? Что ты задумал? Да? Что ты задумал? Что еще? Опять этот вид. Задавлю. Снаряжение. Что не так с моей снарягой? В чем дело? Что... Так, погоди. Погоди. Так, сначала я оденусь. Сохранюсь, чтобы не повторять все это дерьмо. Плюс KSD. О, я на самом деле чувствую себя лучше. Кажется, теперь у меня будет все получаться гораздо лучше. Нормально, бля. Че, реально? Что еще? Опять этот вид. Задавлю. То есть, погоди, а что в нем изменилось? Ну, непонятно вроде. Ну, вроде нормально. Но он просто сказал мне заебись. Ну, хорошо. Это хорошо.
Так, все лишнее уберем. У него очень много лишней брони. Обменяемся. Короче, я за ним послежу. В любом случае, у него владение, ну... Короче, у него владение легким оружием, да? Да. Штука в чем? Штука в том, что он один хер будет стрелять всего один раз. Разве что если я ему дам револьвер с быстрой сменой, ну, перезарядки, которого там, ну, у него есть. А вот с этого он все равно будет стрелять всего один раз. У него очков действия 8. Чтобы выстрелить, нужно 5. То есть он максимум выстрелит, перезарядится. Но со снайперской винтовкой... Я хз даже. Типа со снайперской винтовкой у него... Хотя у него нормально снайперская винтовка. То есть у него выстрел 6 очков действий. И 2 остается на перезарядку. Ровно 8 получается. Да нормально. Дай ему пистолет, и он стреляет 2 раза. Магнум. Ну, если, конечно, дать ему этот самый пистолет, который стреляет 44-м калибром. Который у него, кстати, есть в кармане. Ты же вот это вот имеешь в виду? Да. Да, он с этого будет 2 раза стрелять. Ну, посмотрим, потестируем, глянем, что как вообще. Посмотрим, посмотрим. Капец, у него много пива. Ладно. Это все прекрасно. Поехали, Гекко. Гляньте на этот просто отряд. Все в боевых брониках. С нами таинственный типа монах в рясе, который на самом деле коготь смерти. Мы же просто, блин, супер страшные чувачки. Unstoppable, блин. Dream Team. Тупо стражи пустоши. А, во. Нюрина, езжаем. Да все будет что-то. Назад. Начать процедуру уборки. Перейти в режим ожидания, отключиться. Так. Так. Общая процедура техобслуживания. Загрузите текущую сервисную. Загрузите сети. А, нет, погоди. Листинг программы. Уборки. Что-то я не понял. У меня же есть гладиск? Да, есть. Может просто применить его сюда? А, все. Процедура оптимизации успешно завершена. Вы приобрели... Найс. Отлично. Кайф, кайф, кайф. Я так горжусь тобой. Мной гордится неряшливого вида гуль. Bad Boys, да. Так, смотрим. Получается, Гекко чисто. Город убежища. Нюрина. Мадок чисто. Кламат чисто. Дара чисто. Отдать диск шпиона властям НКР. А, вот что надо было сделать. То есть... Отдать его надо... Блин.
Надо было отдать его полиции, что ли? Ну, вообще, вот раз уж я здесь, хочется как-то пойти в аббатство. Крестьянин, монах. Привет, чем могу помочь? Поторгуем? What the fuck? Самодельный зарядный пистолет. Интересно. Чё расскажете о своем ордене? Наша святая миссия — собирать и хранить священные реликвии забытого прошлого. Любому здесь рады до тех пор, пока он не доставляет неприятностей. Кто ваш духовный лидер? Его можно найти на 3-м этаже, если вы хотите узнать больше о нашем ордене. Поговорите с ним. Какого рода реликвии? Да всякие, но большая часть нашего реликвария состоит из древних фолиантов. Из их текстов можно получить так много информации, что наша миссия — сохранять эти знания, чтобы будущие поколения могли воспользоваться ими для создания нового мира и мира чистоты и радости. Круто. Ну, цель у них уважаемая. Сильный охранник. Привет, путник. Добро пожаловать в аббатство. Если не будешь совать свой нос в чужие дела, то мы поладим. Ты кто? Никто. Старый охранник каравана, вышедший на пенсию. Многие люди ошибочно принимают меня за шерифа, поскольку в этих местах я больше всего похож на человека, связанного с законом. Но это не так. Я просто присматриваю за этим сообществом, так как думаю, что она нуждается в защите. А взамен сообщество заботится обо мне. Монахи дают мне бесплатную выпивку. Ха, Питерсон кормит меня, а Билл снабжает меня боеприпасами и стимуляторами. Не такие уж и плохие пенсионные, если честно. Неплохая работенка. Где я могу обменять несколько вещичек? Ты можешь найти Билла, местного торговца, он в здании, что расположено прямо напротив. Кроме того, ты можешь пойти к Перси в его вещи для выживания на свалке Гекка, или к счастливчику Гарри в пригороде города убежища. А почему ты меня еще не отправил в Нью-Рино, там, типа, в НКР? Блин, чел. Кто-то раскапывает могилу, почему ты ничего не предпринимаешь? Если кто-то такой бедный или жадный, что роется в могилах, то это его дело. Мертвые все равно не могут пользоваться этими вещами, с которыми их закопали. Не мои проблемы. Во всяком случае, я сплю спокойно и забиваю себе в голову мыслями. Ну, резонно. НКВД. А, ничего себе, вот. Кто-нибудь? Привет, путешественник, я Билл, чем могу вам помочь? Я заметил много старого оборудования и разных вещей, собранных здесь в аббатстве. Может быть, вы находили что-нибудь особенное за время своего пребывания здесь? А, ты тоже это заметил? Да, люди в аббатстве увлекаются всем довоенным. Особенно это касается технологий. Они образовали что-то вроде культа вокруг этой машинерии. Машинерии, да. Я сам не всегда понимаю их, но они хорошие люди и платят неплохие деньги за все довоенное, что мне удается достать. Но что касается чего-то особенного, ну, к сожалению, мне сейчас ничего нет особенного. Что у вас есть на продажу? Ну, фул говно, конечно. К
Старая вселенная Марвел из 70-х и 80-х Капитан Америки было 2 врага. Габист, КВ-демон. КВ-демон. То есть, что? У меня пилюли не кончились? Можно его давать и давать? Подожди. Кстати, машина очень хорошо стоит. Ох, выпить. Ну, что-нибудь подешевле так взять. Это дорого. Боеприпасы тоже дорогие. Ну, может быть, кстати. КГБист. Да, это жестко. Ну-ка, держи еще пилюли. То есть я ему даю временный бунт. Это фотобунт, говорю, буст. Или как? Крышка люка. Да, вот это, конечно, было эффектно. Не, ну, Горис жесткий. Привет, София, здорово. Рад видеть. Ты смотри. Смайл зачет. Спасибо. Потом, когда платных подписчиков будет много или еще что-нибудь там, надо будет еще сделать. По-моему, у меня пока что типа там максимум. Так. Опа-на. Никакой прибыли? Не, прибыль есть. У меня есть иностранная карточка. У меня выводятся деньги на, ну, платных подписок. Правда, это случалось со мной очень редко. Да, тогда нормально. Но правда, это было очень редко. О, -3. Блин, вот. Не, ну вообще, блин, вот красиво живем, красиво делаем. Но надо бы 100 баксов накопить. А у меня сниженная ставка, кстати, почему-то. У меня $50. Ну, даже 50 у меня пока еще нету. По-моему. По-моему, нету. Несколько баксов лежит ни туда, ни сюда. Да. О, пипец. Ты что такой быстрый? Сдохни! Мочите их, мочите! Да ну ты чё? Ты чё меня кошмаришь? Вот и все, блядь. Вот и все.
Теперь убьем маленького когтя смерти. Ну все. Труп ребенка. Мертвый монах. Ода всеохватывающему пламени. Роман написан после разрушительной ядерной войны. В книге описаны последствия, приведшие к развитию новых технологий и появлению ядерного оружия вскоре после этой войны. Любой, кто мог прочитать эту книгу, скорее всего, уже мертв. Это ничего не даст. Ну, погоди-ка. Сохранимся. Ну-ка, искатель знаний. Я думал, он типа прочитает это и такой, ебать, скажет или что-то в этом роде. Это что за книга? Уф, такой типа. О. Доктор Аббатства. Блин, я, кажется, выполнил какой-то супер квест. Мусор. Чё ж они свой мусор не убирают? Вам следует поговорить с нашим писателем, если вы хотите получить информацию. Может мне кто-нибудь принести зажигалку? Огоньку не найдется. Я дам тебе знать. Не, ну, честно сказать, я могу дать зажигалку. Сейчас, погодите. По-моему, у меня в багажнике лежит зажигалка. Я вот как чуял, что однажды понадобится зажигалка кому-то, ну, 100%. Это же все-таки предмет такой. О, одна штучка. И давно он так стоит, орет о зажигалке, интересно. Дайте ему свою зажигалку. Отлично, спасибо. Чисто из любопытства. Что ты делаешь? Здесь в монастыре мы делаем свое собственное вино. Самое крепкое из всех, что можно найти в пустоши. Не возражайте, если попробуем. Конечно, раз ты дал мне прикурить. Вот, возьми за счет. Бухнул. -3 восприятия. Вы чувствуете прилив расслабляющего тепла после глотка вина. Повтори-ка, Хэнк. Это уже не будет бесплатный, она обойдется в 20. Давай. Оставить на потом. Ну, по-моему, Кэссиди у нас любит бухнуть. Блин, Кэссиди, куда ты убежал? Эй, лысый. Бухай. Нет ничего лучше старой доброй огненной воды, чтобы разогнать кровь. Порадовал чувака. Ладно, дай еще мне. Не знаю, может понадобится. Так. Сохранимся. Самогон. Самогон. Угу. Что за гробы? Ничего необычного. Ну, как сказать? Ладно, пошли наверх. Понимаю. Святая женщина там ходит. Прям святая женщина. Так. Блин, ну, не знаю, ну,
Если так выглядит жизнь в аббатстве, типа чисто по КД ты бухаешь, там, типа просто создаешь бухло все время, то я думаю, ну, большинство народу стало бы монахами, это точно. Если бы в нашем мире вот религия выглядела бы таким образом, то да. Я ранен, вы можете мне помочь? О, кайф, спасибо. Так, что вы делаете в аббатстве? Я врач, я лечу людей от этого аббатства уже около 15 лет. Я вижу, у нас было... у вас было много времени, чтобы изучить все довоенные медицинские книги в библиотеке аббатства. Вы должно быть очень хороший доктор. Он хмурится. Мне кажется, я прекрасный врач, но я обязан этим не книгам, поскольку меня даже не допустили к... Забудьте, я не хочу сейчас говорить об этом. Мой отец был врачом, и он передал свои знания мне. Понятно. А откуда у вас все это медицинское оборудование? Некоторые из этих принадлежностей я получил от моего отца, а большинство остальных же уже были здесь. Как вы думаете, вы могли бы дать мне кое-какие лекарства? Так, вы хотите, чтобы я просто их вам дал? Почему вы считаете, что заслуживаете их больше, чем люди в аббатстве? Потому что я часто бываю ранен? Тогда, возможно, вы должны научиться быть более осторожными. Ну, блин. Так. Нифига себе. Так, а что если я ему дам? Ничего не дает. Ладно, тогда применяю. Так, что тут происходит? Привет, собрать дикарь. Привет, привет. Так, монах среднего возраста. Привет, друг. Не припоминаю, чтоб видел тебя здесь раньше. Меня зовут Матфей, и я помогаю нести слово важности сохранения знаний древних. Приятно познакомиться с вами, брат Матфей. Меня зовут Нолан. Я нахожусь в поисках священного Гека. Гека, да? Я, кажется, как-то читал что-то об этом во время одного из занесений знаний в базу данных. Верная информация должна быть в нашей базе данных, но я боюсь, что доступ к нашим компьютерам ограничен. Однако, если вы поговорите с аббатом, он, возможно, даст разрешение на доступ. Попытка не пытка, как говорится. Да и я не стесняюсь осматривать нашу коллекцию священных довоенных реликвий. Я только попрошу вас не ломать ничего, хотя, боюсь, оно и так уже сломано и не подлежит ремонту. Вы были очень поэтичны в вашей проповеди. Для этого есть какая-то причина? Человек улыбается в ответ на ваш вопрос. Нет особых причин. Просто я перечитал много поэзии на протяжении всей своей жизни. И мне нравится использовать ее во время службы. Так, расскажи мне об этом месте. Аббатство — это дом для всех, если они не создают проблем. Мы вполне самостоятельное сообщество. И у нас редко бывают чужаки вроде вас. Большинство из тех, кого вы видите здесь, являются потомками основателей, которые поселились на этом старом монастыре вскоре после Великого ядерного пламени. Тишина и спокойствие этого места сделали его привлекательным домом и для других путешественников, которые скитались в окрестностях многие годы, пытаясь вырваться из темного хаоса пустоши. И, разумеется, истинная ценность этого места заключена в его огромной библиотеке. Она заполнена старыми фолиантами, содержащими странную мудрость потерянного века. С течением времени мы стали считать себя хранителями и защитниками этой мудрости. Окей. Звучит круто. Коробка для пожертвований. Ну, скажем, косарь?
Здорово. О, Преторсон, здорово. Ля, какая библиотека. Так, приветствую, путешественник, я брат Павел. Я отвечаю за хранение информации об аббатстве. Чем могу для вас сделать? Есть вопросы. Я нуждаюсь в определенной информации. Да, много компьютеров, слишком много, на мой взгляд. Я не могу даже описать словами, насколько это скучно создавать резервные копии всех файлов изо дня в день. Так много информации нужно сохранять, но, конечно, это должно быть сделано. Вы, наверное, прочитали много книг в свое время, вот мне любопытно. Что интересного можете рассказать? А кто Fallout заказал? Ну, у меня настроение такое было, чисто сам. Начал с первой части, ее быстро прошли, и появилось огромное желание пойти дальше. И вот теперь мы играем вторую часть, 5-й день. Вот так вот. Такие дела. Самозаказ, ясно. Да. Давайте посмотрим. Знаете ли вы, что порез на стволе всегда остается на одинаковом расстоянии от земли по мере роста дерева? Это интересно. А знаете ли вы, что огурец на 96% состоит из воды? Ух ты, на 96? Интересно. А что такое огурец? Я никогда не видел ни одного огурца, но я читал о них. Он нервно оглядывается и понижает голос. Я знаю, на самом деле мы не должны изучать эти книги. Но когда я переписывал книги по ботанике, я просто не мог удержаться от чтения. Мир растений незатейливый и заманчив. Может быть, если во время вашего путешествия вы случайно добудете информацию о ботанике, вы сможете принести его мне, я буду весьма признателен. Но это наш секрет. Окей. Конечно. Другие вопросы. Ну ладно, все, пока. Найсу. Научные книжки. Да, блин, в смысле? Химические журналы. Большая научная книга. Химические журналы. Интересно, что стало с Техасом? Так, поднимаемся наверх. Вот он, этот аббат. Аббатон. О, нифига, куча народу пришло. Всем привет. Всем приятного просмотра. Здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать в аббатство, путешественник. Чем могу вам помочь? А вам нужна здесь помощь в монастыре? Вообще-то да, наш главный водяной насос барахлил некоторое время. Теперь он, похоже, вышел из строя полностью. Если вы понимаете что-нибудь в технике, то могли бы взглянуть на него. Окей. Холи Кекс, здорово. Боты. Ну, надеюсь, нет, блин. Я был бы рад живому общению. Здорово, здорово, ребята. Так, все, сразу чиним это.
Голыми руками это не починить. Возможно, инструменты помогут в установке этой части. Блин, надо схожу-ка за инструментами. Так, багажник. Так. Гаечный ключ. Вот, инструменты. Хотя гаечный ключ пускай остается. В смысле? То есть вот так вот надо сделать обязательно? Ничего не даст? Так, Аббат сказал, вам нужна помощь. В чем дело? Основной насос аббатства пришел в негодность. Чертова штука была на издыхании последние несколько дней и теперь наконец сдохла. Я немного разбираюсь в технике, не возражайте, если взгляну. Окей. Вы открываете машину, заглядываете внутрь. Вы видите много ржавых шестеренок и двигателей. В одном из двигателей есть трещина. Ага. Исследовать более подробно. При ближайшем рассмотрении вы замечаете, что причиной проблемы является не трещина, а разъем для подключения проводов. Он, кажется, прогорел за много лет использования. Похоже, нужен совершенно новый двигатель, а также новый набор проводов, чтобы заставить эту машину работать. Так, есть успехи. Ну, вообще-то да, я заглянул внутрь, и кажется, мотор полностью сдох, цепи разорваны. Так что вам придется раздобыть новый движок, также кое-какие новые провода, чтобы подключить все и заставить это работать. Старые кабеля уже никуда не годятся. Цепи разорваны у главного двигателя, да? Ну, какие-то рабочие кабеля у меня есть, но не от конкретно этого двигателя. Я уверен, что в городе убежище есть. Заобщайтесь, сходи туда и поговори. Ты чего, рофлишь? Просто иди с Гарри. Скажите ему, что Дэйв прислал тебя. Черт, мотор у него будет дорого стоить, но он вам должен дать хорошую скидку. Прикол. Ладно. Что у меня там по карме вообще? Да жесть вообще. Да я Иисус пустошей должен вообще быть. Какой тут максимальный кармометр вообще? Я слышал, что у тех, кто не пишет в чат, могут возникнуть большие проблемы. Не, на самом деле проверить, боты это или нет, легко. Там, взглянув на их профиль, типа, когда был создан. Обычно, как правило, у них у всех приблизительно одна и дата. What? Что он сказал? Что он сказал? Что он сказал? Куда он съебался? Что-то я быстро так прокликнул. Сам даже не понял. В списке чатеров вообще никого нет почти. Ну может быть тогда просто не зарегистрированные зрители. Ну просто зарегаться должны типа. Исследовать более подробно. Так. Ну, сейчас посмотрим, что вообще. Он сказал что-то типа... Я чувствую, кто-то в опасности, я должен бежать, или типа того. Я что-то вообще не понял. Я вдруг почувствовал, что моя стая в беде. Мне жаль покидать вас, но я должен узнать, что с моими братьями. Ничего себе.
Лол. А, Гарри, который внизу, что ли? Ну, пошли. Ну окей, поехали в убежище 13. Дэйв послал меня, мы пытаемся починить сломанный водяной насос, и он сказал, что у тебя есть двигатель. Работаешь с Дэйвом, да? Ну, я знаю этого парня, вижу, он по-прежнему поручает другим свою беготню, ленивая сволочь. В любом случае, кажется, у меня есть то, что тебе нужно, сейчас проверю. Гарри идет в чулан, и вы слышите звуки передвигаемых ящиков, он возвращается через минуту. Да, вот он, 500. Мотор твой. Может быть, ты сделаешь мне скидку? Я имею в виду, вы же с Дэйвом друзья, правильно? Сказать по правде, мне никогда не нравился этот парень. Ладно, держи деньги. Ливер пати, да вообще. Ливер, блин. Ну ща, быстренько с аббатством разберемся. И поедем в город-убежище. Там, видимо, реально что-то случилось. Случилось что-то нехорошее. Запчасть у меня. Отлично. Хочешь, чтобы я установил эту чертову штуку или сам попробуешь? Ну, думаю, что у меня получится. Отойдите в сторону. Голыми руками это не починить. Возможно, инструменты помогут установке в этой части. Да блин, твою мать. Короче, надо всегда инструменты иметь под рукой. Это точно. Пирожки с ливером любишь? Ливер это вообще рыба, да, типа? Или что? Или это сволочь, которая предает своих друзей? Так. Ставим. Да ладно. Что-то я не понял. Это фарш из субпродуктов. Печень, легкое сердце. Это органы живота. Понял. Ну вообще прикольно, наверное. Вы не смогли починить насос. Почему у меня не получается? Мне же наука, точнее ремонт 100. Ах ты маленький упрямый сукин сын. Это он про меня, что ли? Сука. Вы отремонтировали насос. Блин, наконец-то. Вы должны бы сказать главному монаху, что проблема с помпой. Так. Вы должны сказать главному монаху, что проблема с помпой решена. Окей, сделано. Главный монах. Здравствуй, мой друг. Чего? Ну, короче, баг. Я уже побывал там, видел там несколько трупов. Один из них, вероятно, и есть ваш пропавший монах. Если от этого вам станет лучше, я убил тварь, убившую его. Случилось то, чего я опасался. Брат Фомы, будет его очень не хватать.
Благодарю вас за избавление нас от этой твари из подземелья. Однако вы ведь не находили там никакой книги? Это очень важная книга, которая была у брата. Вы имеете в виду эту книгу? Отлично, давайте же ее мне. Не так быстро. Ну, держи. Он берет книгу и гладит ее обложку, как будто успокаивает его. Вы оказали нам большую услугу. Теперь у вас есть полный доступ к нашим компьютерам и библиотеке. Скажите брату Павлу, что я предоставил вам разрешение на доступ к сей информации. Я починил ваш насос. Это хорошая новость. Вот. Не посмотреть. Хочется пирожков с ливером. Блин, вот, кстати говоря, о еде. Пойду-ка я тоже что-нибудь сейчас себе принесу похавать. Вы тоже сейчас об этом позаботьтесь. По-моему, уже обед наступает потихоньку, не? Я почувствовал голод.
Хм. Всем девчонкам нужен тот, с кем их огонек не гаснет, как за каменной стеной, с красной ниткой на запястье, полный бабочек живот. И Вот сердечко это родное. бампер. Не успел, да. Так, у меня картофан. У вас что? Мюсли с мацони. Капусточки, салатик. Нормально. Что там, типа соусом, не соусом? Или просто... Так. Спасибо. Вы получаете 5 единиц кармы и теряете. Ну вообще насрать. Спасибо, спасибо. А сами что хавать будете? Или что хаваете? А что такое мацони вообще? Роксамарон. Кавказский кисломолочный продукт. На обед кавказский кисломолочный продукт. Блин, как он назывался-то? Кумыс, что ли? На обед. Привет, Роксамарон. Это аналог греческого йогурта в Грузии, но он более... Спасибо, Роксамарон. Спасибо большое. Взаимно, так сказать. Если кто сейчас питается. Кумыс — это калмыцкое молоко. Точнее, не жители Калмыкии, коней. Но я подозреваю, что это не молоко, а кам.
М. М. Хамлако. Целый день кушай 24/7, бля, на квартире. Говорю, эй, Хава, перестань, ты, бля, играть не сможешь, бля. Мечтания закидывают идет жизнь, бля. Я говорю, эй, хватит кушать, че, обостройся где-нибудь, бля. Да дойти тут до туалета 5 шагов, ё-моё. М. М. Ха. Wind blows. М. На. Реклама из интро, короче. А. М. Прикол. А, хорошо. Сытный ужин окончен. Так. Теперь убежище 13. Вы просматриваете эти файлы, которые содержат в основном государственную пропаганду о том, что... Да-да-да. Вы продолжаете просмотр файлов, но единственное упоминание о убежище 13 просто говорится, что оно находится в Калифорнии. Понятно. Так, информацию добавим. Нечего добавлять. Камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага.
Так. Ножницы. В смысле, почему? Ножницы. О, я победил. Бумага. Компьютер победил. Бумага. Компьютер победил. Камень. Компьютер победил. Бумага. Бумага. Есть. Ножницы. Ничья. Ножницы. Ах ты собака. Я тут такой резко. Бумага. Ага. Камень. Ножницы. Ах, гандон. Ладно, это было весело. Поздравляем успешную установку Winblows 2075. Данная версия является самой совершенной версией Winblows на сегодняшний день. Вероятность зависания 1 на миллион вызовов функций. Winblows идеально подходит для любой корпоративной среды. Новейшим дополнением к Winblows 2075 является улучшенный и оптимизированный код ядра, которое теперь тратит впустую всего лишь 15% мощности всего вашего процессора, в отличие от предыдущих версий, которые тратили 25 мощности. Конечно же, многие пожелания пользователей были учтены в этом релизе, как и в предыдущих версиях Winblows. Пользователям доступны такие команды, как поиск, добавить, переместить, удалить, форматировать. Нет. Не-не-не, я такой хуйней заниматься не буду. Прикиньте, просто берете и форматируете все данные. Да, ну это зло. А они поколениями чуть ли не сидят там, печатают. Так, просто это я уже читал. Так, подождите. Местный хранитель кладбища. Winblows, а не Linux, Linux, Android. Блин, тебе бы название системы, это вообще давать. Классная тема. Погодите, а я вообще тут... Кто выкапывает могилу? Собрать информацию о ботанике для брата. А, окей. Так, ну тут тогда торчим до полуночи. Кто-то ночью этим занимается. А, смотрите, он ушел. Все, он пошел бухать. Вы увидите молодого монаха в очках. Видя, что вы приближаетесь, молодой монах быстро прячет в карман колоду карт для игры Треджик. Я хочу знать, почему ты спрятал колоду карт от меня? Я не понимаю, о чем вы говорите, у меня нет никакой колоды карт. Не ври мне, я же видел ее. Я просто хотел бы знать, почему. Только не говори никому, ладно? Вообще, это не должны использовать военные клирики, мы должны поклоняться им. Но эти карты Треджика такие классные, он, кажется, принялся грезить о других мирах, влюбленный, разглядывая колоду. Только миг спустя он поднял взгляд на вас. Ой, извините, я брат Джейсон. Ты не играешь в Треджик? Я пробовал, но это не для меня. Это не важно, ведь мы не смогли бы сыграть в любом случае. Это слишком рискованно. Я не хочу, чтобы меня их забрали. Так что я ненавижу в этом месте. Если ты не согласен с делом твоего ордена, почему ты монах?
Вы думаете, я действительно выбирал становиться ли мне монахом? Я родился в этом дерьмовом монастыре. Я просто жду, когда другие проснутся и увидят, как это глупо не пользоваться всеми этими вещами, которые мы насобирали. Но нет, они вполне удовлетворены, молятся, каталогизируют вещи, но никогда не делают ничего полезного с ними. Как я уже сказал, это глупо. Но если ты думаешь, что это так глупо, то почему бы тебе не изменить существующий расклад? Вообще-то у меня есть представление о том, как изменить положение вещей. Знаешь ли, у меня есть идея, возможно, ты мог бы мне помочь. Видишь ли, монахи здесь провели уже годы, занося довоенную информацию в нашу компьютерную базу данных. Если кто-то случайно форматирует базу данных, они потеряют все свои наработки. Я думаю, что это нечто подобное может стряхнуть их и привести в чувство. И мы, может быть, откажемся от этого глупого образа жизни. Ну что ты на это скажешь? Стереть чей-то тяжелый труд многих лет звучит весело. Если ты ненавидишь это место, просто почему бы тебе не уйти? Ты спятил, я никогда не был в пустошах. Но у меня чертовски хорошее представление о том, что это такое. Мне бы очень повезло, если бы я мог бы сделать хотя бы шагов 50 до того, как этот Скорпион Сунь жал в ногу длиной в мою задницу. Или еще хуже, меня схватят и будут пытать банда рейдеров-маньяков, или же меня съест живьем какая-нибудь племя людоедов. Да может произойти все что угодно. Я точно знаю, что если я уйду отсюда, мне конец. Поэтому я и пытаюсь здесь остаться. Там не настолько плохо, хотя вообще-то ты прав. Ты наверняка не дошел бы даже до Гекка, по крайней мере, без посторонней помощи. Ну а что, если я провожу тебя? Гек — это город гули, не так ли? Спасибо, но нет, обойдусь. Тамошние гули очень дружелюбны. Кроме того, я знаю одного, который любит старый добрый Треджик. Не врешь? Еще один игрок в Треджик? Это кое-что меняет. Интересно, есть ли у него черный георгины в обмен? Хорошо, я поеду, если ты будешь сопровождать меня. Пошли. Блин, и мы без машины до сюда приехали. Прибыв в Гекка, вы приводите молодого монаха к Узи. Они быстро сошлись и стали сравнивать свои колоды карт Треджик. Вы уже собираетесь уходить, как брат Джейсон оторвался от Треджика ненадолго, чтобы поговорить с вами. Срань господня, в Узи есть черный георгин. Это само по себе сделало эту поездку стоящей. Конечно, Гули уродливый как дьявол, но я обнаружил, если снять очки, то становится терпимо. В любом случае, спасибо за то, что помог мне добраться сюда. Вот я одолжил это из реликвии аббатства. Удивительно, что это одна из немногих технологических реликвий, которые все еще работают. Он дает тебе стелс-бой. Нифига себе. Увидимся. Как же я счастлив, что больше тебя не вижу. Пока. Блин. А, машина есть? Нифига себе. Прикольно. Ну, это интересно. Ровно сутки ехали до аббатства. Так что, кто-нибудь ночью придет сюда? Может быть, через часика-два? А, так, что это за хуйня? Классно выглядите. Странный чел. Горбленный старик.
Пожалуйста. А вот и он. Старик вздрагивает от удивления, увидев, как вы приближаетесь. Ой, слушай, мне-то уже пора. Нет, задержись на минутку. Вы хватаете человека за руку, чтоб не убежал. Кто ты и что ты здесь делаешь в такое время? Ну, звать меня Том, но почему старик не может насладиться ночной прогулкой, не получив при этом кучу глупых вопросов? Окей, ладно. Ну почему ты слабо? Не тогда, когда он крадется как вор и тащит с собой лопату. Вы имеете в виду старую хрень? Он смотрит на ржавую лопату в своих руках. Ну, никогда не знаешь, когда найдешь то, что стоит выкопать. Будь всегда готов. Ты хочешь сказать, что найти что-то в могиле? Глаза Тома расширились. Я не совсем уверен, что ты имеешь в виду. Том, ты на кладбище, ты по уши заляпан грязью. Сейчас ты уже... И сейчас уже далеко за полночь. Блин, да... Даже Торс может сделать выводы из всего этого. Пора начать отвечать на вопросы, Том. Зачем ты раскапывал эти могилы? Он опускает лопату и вздыхает. Хорошо, я вам скажу. Мое положение уже не то, что раньше. У меня нет работы, нет никакой возможности добыть себе еду. Я знаю, рытье могил не дает мне чести, но это был единственный способ получить хоть немного денег. Я лишь пытаюсь выжить, я не желал никому ничего плохого. Я не думаю, что рыть могилы это выход. Вот что я тебе скажу. Ты просто свалишь отсюда, и мы забудем, что это разговор вообще когда-то происходило, и чтобы я тебя больше не видел. Ты меня понял? Я слышал, ты также крал урожай у фермера. Старый человек неловко ерзает. Я ничего не мог с собой поделать. Я был так голоден, а еда выглядела так вкусно. Поймите меня. Я никому не хотел создавать проблем. Давайте я просто уйду сейчас, и вы никогда больше меня не увидите. Подожди, в этом нет необходимости. Питерсон владеет фермой, а они очень хорошие люди. Мистер Питерсон даже предложил поговорить с тем, кто ворует его с его поля. И прийти к разумному соглашению. Иди поговори с ним. Я уверен, что он сможет помочь тебе хоть как-нибудь. Глаза старика засветились. Это звучит вовсе неплохо. Спасибо. Может быть, этот мир не так уж и жесток, как я думал. Береги себя, Том. Я загляну к вам позже, чтобы посмотреть, как идут дела. Окей. Нормально. Ты еще опыт и карма. Полудень. Я решил проблему с гробокопателем. Больше у вас не будет никаких проблем. Хорошие новости. Рад, что теперь не буду падать в разрытые могилы. Благодарю за помощь. Рад был помочь. Ну, будь здоров. Это, сука, будет идти вечность, да? Ну да. Так, ну, надо, походу, выйти, зайти. Мычание. Том. Я очень надеюсь, что Питерс на самом деле такой добрый, как вы говорите. То есть он обязательно должен дойти пешочком сам. Ладно. Будет охереть как смешно, если сейчас Питерсон такой возьмет, достанет ствол и, ну, вынесет ему башку. Это было бы очень угарная хуйня. Эй, там, вы были правы. Мистер Питерсон славный парень. Он простил меня за то, что я делал, и даже предложил мне работу помогать в поле.
Он говорит, когда отработает за ту еду, которую я украл, я начну получать еженедельную зарплату. Еще раз спасибо. Береги себя. Ладно, подожди минутку. Я хочу дать тебе кое-что в награду по помощи такому старому пню, как я. Я нашел эту зажигалку на каком-то парне, которую я копал пару недель назад. Мне это совершенно не нужно. Может тебе пригодиться. Плюс сжига. Так, ну... Аббатство. Все. Валим отсюда. Поедем в убежище 13, потому что там сейчас творится какая-то херня. Пям, 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 пям. Пям, 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 пям. Мяу, мяу. Пям, пям, пям. Пям, 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 пям. Так, заправим нашу тачку. Таинственно. Бля, да ну нахуй. Их реально разъебали? В смысле? Фирну. Да ну... А как так-то? Бля, вот эта сука, да, виновата? Блять, где этот мудак, сука, в балахоне фиолетовом, блять? Да ну нахуй, он виноват. И мой робопес стоит такой. Бля, ебать, всех убили. Всех убили. Охранная камера записает то, что произошло. Это может посмотреть. Пиздец. Доступ к защищенной области. Ты последний Грутер. Ты последний Грутер. Скоро от вашего поганого... Скажи своему так называемому президенту, что гореть ему за это в огне. Как скажешь, ты не более чем говорящее животное. Может и так, но мы появились в результате ваших экспериментов. Вы дали нам жизнь. А теперь я даю вам смерть. Нихера себе. Вау.
Унесите труп, доктор. Хотел получить образчик. Пиздец. Не круто. Не круто. Керит. Ну что, месть? Месть? Я хочу отомстить за своих братьев. Пошли. Голос колеблется, но его явно ощущать, как тщательно он вас изучает. Ага, все. Чувствую, блядь, вот это вот сука в часовне, типа якобы, который был. Это он. Он такой взял и просто скинул координаты анклава, нахуй. И они просто, ну, такие пришли и ёбнули. Хотя с другой... не, он вот он валяется. Ну, слава богу тогда. Хотя они не так были в курсе, типа, насчет убежища 13. Ну, где она расположена, типа. А чё они тогда тянули прийти сюда? Сволочи. Они убили всех убили. Короче, мне дают дополнительную мотивацию для того, чтобы пойти раздебать анклав. Ага, ну то есть это вот они и тут, да? То есть я, по сути, могу туда пойти и сейчас уже, типа, закончить игру по ходу, да? Ну, понятно. Пойдемте в Нью-Рину тогда. Болк! Это же Болк! Это бродячий пес. Лол. Это просто пес. Жестко. Не, ну это, конечно, самые храбрые собаки, что я видел, так сказать. Идут на когти смерти такие. Капец, рохлят. Умри, коготь смерти. Мы волки. Точнее, даже не волки, а собаки. Вообще, если так подумать, то это, ну, по сути, бродячие псы, да? Они такие, типа, ну, разных пород должны быть. То есть там и маленькие собачки, большие, там средние, вот эти вот. То есть там среди них могли бы быть, типа, вот такие вот обычные, типа, ну, дворняги, да? Ну и такие маленькие чихуахуа и вся хуйня, типа. Это забавно, на самом деле. Хотя, скорее всего, маленькие собаки бы не выжили. Другие бродячие псы их, наверное, сожрали бы. Да, так и было бы, наверное. Более крупные собаки схавали бы их. Тут надо быть осторожнее. Местные не очень-то дружелюбные. Он. Так.
Нюрино. Так, давай-ка посмотрим, что у меня есть. Так, карту доступа мне не нужна. Химические журналы, может быть. Бутылка вина. Может быть. Сердечные пилюли. Зажигалка. Так, что мне тут может в принципе понадобиться? Импульсная граната. Динамит. Пластичная взрывчатка. Ну, может быть. Может быть. Граната. Maybe. А, да. Кейс надо дать. Балахонабадство нахуй. Навигационного компьютера. Так, что из всего этого можно продать? Это продам, это продам. Это продам. С удовольствием это продам. Патрон для дробовика мне нахер не всучились. А, собственно говоря, вот продам я, да? А что я куплю? Непонятно. Может быть, лопата понадобится, может быть, что-нибудь покопаем. Ладно. Let's go. Сохранимся. Поищем магазинчик. Перед вами Шеп. Да ты выходец из убежища, да ты нашел введенный чип и побил хозяина, это герой. Чего? Привет, Грайбар, здорово, рад видеть. Заходите, любители кисок. Кисок любите? Заходите. Ни хера себе здоровые мужики. Это что, супермутанты какие-то? Наркодилер. Хотя у наркодилера, наверное, есть деньги. Давай поиграем как Ки смерти в брачный период. Что за жесть? Кажется, это интересный город. Чё тебе есть? Ну ты бомж, конечно. Ну, на самом деле, было бы классно его грохнуть, но ладно. Вообще, ну, типа, меня даже как будто бы устраивает тот момент, что если бы я такой взял и убил бы тут всех. Крупье. Но это было бы слишком радикально. Так. Золотые шары. Вывеска порностудия. Порностудия. Стейн Пейн Френчи. Чем тебе помочь, сынок? Вот немного денег. Не могли бы вы что-нибудь спеть? Ну ладно. Вы поняли, парни, давайте попробуем спеть что-нибудь. Но они не поют. Ну ладно. Уличные певцы. Вывеска в спортзал джунгли. О, нифига себе, майки танцы Тайсона. Вы видите симпатичного маленького человечка. Так, сохранимся.
Калька осматривает вас, пока вы идете к нему, после чего вынимает зубочистку изо рта. Ну чего надо, здоровяк? Кто вы? Вы обо мне не слышали? Я Стюарт Литл. Стюарт Литл. Как тот мышонок. Кажется, прям он. Самый крупный агент во всем Рино. Тебе оказали услугу, как тебя смерть, не рассказав обо мне, друг. Берет зубы зубочисткой, начинает ее жевать. У тебя имя есть? Стюарт Литл? Да, я знаю, Стюарт Литл. Моя мама читала Е.Б. Уайта тоннами, а у тебя имя есть? Ты не встречал Брейна Гекка? Не. Среди них могли быть мы. Я Нолан. Ладно, Нолан, тебе приятно познакомиться. Чем могу служить? Я хочу боксировать, ты мне можешь помочь? Черт с тобой, дай тебе шанс, но ничего не обещаю. Я вообще делаю тебе большое одолжение, беря под свою опеку. Мой гонорар половина выигрыша, но никаких но. Четверть, и мы договорились. Не пойдет, 50 на 50 или ничего, не нравится. Иди. Ладно, буду знать, что бывают вампиры таких размеров. Так. Стюарт Литл оглядывается. Тебе надо имя, ну, знаешь, как, ну, знак, что-то такое крутое, мощное, например, Нолан Ураган, Нолан Драчун, типа того. Ебать. Нолан Большая Мамочка, Нолан Ураган, Нолан Поршень, да? Не, Ураган прикольно. А, погоди, дальше есть еще. Избранный, Красный Бычара, Ламотта, Стекляшка, Кувалда, Нэнси Нюрина, Лысый Бык, Принцесса, Герцог, Мачо, Айрон Мейден, хуя себе, блядь, Потрошитель, Валькирия, Крюк, Сайд Виндер, Плохая девочка, Камнеед, Стена, Бензопила, Хелен Шустрик, Томми Ган, Черная Вдова, Смэш, Далила, Молния, Джока, Стальная Сестрица, Супер Кувалда, Аполлон, Утилизатор, Тигрица, Тайсон, Леди Джей, Драко, Лэнг Дубина, Герцогиня, Бульдозер, Грация, Люк, Железная Рука, Вера, Доктор Кулак, звучит прикольно, кстати, Летящая Монахиня, Бальбо, блять, ну Нолан Бальбо. О, я походу Бальбоу буду. Ллойд Рэй Виллис, Джейн Катастрофа, Кобра, Караул, Палач, Грузовоз, Мега Ведьма. Офигеть, тут имен. Нюрина Джим, Крашер, Рика, Рука Молот, Генератор Вдов. Блин, тоже забавно. Исполнитель, Бач Кулидж, Дворовая Котяра, Дело Дрянь, Танк, Хулиган, Минкс, Скорпион, Хук, Гепард, Вердикт, Судья Дред, ебать, Груда, Афина, Бешеный... Не, я Бальбоа. Так, Карик ухмыляется. Тигровый глаз, да? Эдриан! Мне нравится, весомое имя. Ну что, направляемся... Блин, серьезно? Он на каждое имя делает разные комментарии? Снюсае. Говорящий кротокрыс, который хочет захватить мир. Серьезно? Там есть такой кротокрыс в Гекко? Окей. Не надо. Не надо. Без подсказок. Я добился всего, что у меня есть, без подсказок. Самолично, сам. И мне от этого вообще супер кайфово. Я имею
Навык доктора 100, наука 100, ремонт 100. Что еще 100? Тяжелое вооружение 98, легкое оружие 100. Да, блин, вообще офигеть. Карма просто невероятно высокая. Я практически Иисус пустошей. Рукопашка сколько? Мало. Давай так и сделаем. Давай дерись, сукин сын, раунд первый. Не опускать руки. Леди и джентльмены, раунд первый. Мальчики, девочки. Спонсор сегодняшнего матча. Рыгаловка. Вау. Когда очень-очень надо, выбирай рыгаловку. В этом углу претендент, выступающий с весовой категории 176 фунтов, только что из пустоши, завоеватель Нюрина, Бальбоа. А в этом углу, в весовой категории 181 фунт, вы его знаете, вы его любите, Джок. Эдриан. Итак, без лишних слов. Приготовиться надрать кое-кому задницу. Раунд первый. Вау, вот это он приблизился, так приблизился. Блин, класс брони полное говно, кстати. Ну... Ау! Ауч. Абуба. Самостоятельность 100, независимость 100, да. Да-да-да. Блин. Ага, ага. Минус пенис. Покажи ему, Джок, Джок, ты лучше всех. Спорьте судьбой, присоединяйтесь О, ракетно. А жареных гвоздей не Привет, Эльдар. хочешь? Привет, Йоки. 7-7. Я спросил, жареных гвоздей не 7. хочешь? Нет? Twitch 65 48 9. Спасибо, Ракефна, за рейд. Большое спасибо. Охотникус, здравствуй. Всем привет, всем привет. А у нас тут приключения в пустошах. Мы сейчас участвуем в боксерском поединке. И у меня кликуха Бальбоа. Ну, помните того самого Бальбоу, который кричал после боя с опухшим лицом: Эдриан! Вот это вот. Голову бей, будет нокаут. Не, ну я стараюсь, я стараюсь. Удар причиняет сильную боль. И здравствуй, здравствуй. А мы смотрели мультик про барбосов. Нифига себе. Жестко. Анимационная документальная хроника квадроберов. Ты бьешь глаза. Да, ну, хочу бить глаза. А он кричал: мама, я не хочу умирать в обосранных парках, да. Ты случайно не снимался в фильме Марко Поло? В сериале Марко Поло? Не знаю даже. Может быть. Ну, ты почти угадал. О, спасибо, Токарь, за распространение телеграм-канала. Кстати, да, проходите телеграм-канал. Там очень хорошо. Там просто супер кайф. Минус. А я неплох в боксе. И победитель нокаутом. Этот просто лежит, короче. Бальбоа, да. Нормально.
Стюарт улыбается как шакал. Отличный матч, Бальбоа. Ну, ты как? Чувствуешь себя нормально? Все нормально? Как захочешь следующий матч? Дай знать. Дай мне немножко отдохнуть и продолжим. Блин, круто. Если убьешь врага, тоже победа нокаутом. Так, не урина. Так. Боксер. О. Без оружия. Ну да, что-то поднимем. О, Это я один опять Антон, в смысле? побела. Антон, тут добавил друзья до Харскана? Ага. Абу-Бакр. Одинка. Ну хорошо. А тут папа. Антон... Заполнять надо, да, чтобы человек был, да? Да. Ну то вот, заполнять вот нажми, вот. Это? Да, все, иди. Ладно. Вот, спасибо за дискорд, пожалуйста. Это мой старший сын был, если что. Так. Окей. Так, Бальбоа, как жизнь? Захотелся обратно в ринг? Хочу драть жопы. Хотя, погоди. Мне надо не драть жопы, а похилиться слегка. О, 79. Так, что за мультик вообще такой? Что-то прям такое, как бы это сказать, интригующее. Что за Барбосы? Или ты имеешь в виду Барбоскины, что ли, вот это вот? Русский мультик Барбоскины. Где вот это вот бесячее интро. Ты и я, мы с тобой друзья. Вот это вот. Блин, вообще. Я не знаю. У них анимация очень такая. Белка, стрелка, звездные собаки. Это. Ну, типа, это их родители, да, по-моему. А сериал, они там, типа, ну, без родителей, типа. Они, ну, там, ушли за хлебом, типа того. Так, раунд первый. Леди и джентльмены, мальчики и девочки. Раунд первый. Спонсор сегодняшнего матча: пиво Гамма Глоток. Когда твоей коже не достает от такого особого румянца, выбирай пиво Гамма Глоток. Вот бы я чуток выше. В этом углу претендент, выступающий в весовой категории 176 фунтов, только что испустивший боезавоеватель Ньюрина, Бальбоа. В этом углу в весовой категории 177 фунтов. Вы его знаете, вы его любите, Пит Маккинли. Да, рассказ про родителей от их сына. Понял. Приготовиться нрать кому задницу. Окей, погнали. Горе Саша этот снял. Удивительно, что никто не в ахуе от него. Я тебя изуродую. Блин, смелое заявление. Ах ты козлина, дерьма. На. %, чувак, не обосрись, пожалуйста. Серьезно, он... На, сука. Тихо. На, блин. О.
Все. Жестко. Да, интересное времечко прошло. И победитель нокаута Бальбоа. Да, я. Стюарт улыбается как шакал. Снова. Отличный матч, Бальбоа. Ты как чувствуешь себя? Нормально? Все нормально. Так, сейчас слегка отдохнем. Примем стимулятор. Охранимся. И let's go. Начнем цирк. Блин, они жалко, что они все одинаковые. Ну, типа, моделька одна и та же, а не то, что они, ну, типа. Короче. Так, мальчики и девочки. Спонсор сегодняшнего матча. Кто же на этот раз будет спонсором? Журнал «Кошачья лапка». Когда чешется так, что срочно нужно почесать, иди в кошачью лапку. Ну, вы поняли, да? В этом углу претендент. Ну, это я. Ладно, и читать снова не буду, Майка. Я лучше вот про того прочитаю, кто сейчас у меня в нокаут улетит. В этом углу в весовой категории 189 фунтов. Вы его знаете, вы его любите. Эван Холлифелд. А он не сильно, типа, больше меня размером? Ну, в плане, ну, весом, не? 89. Вот сукин сын, у него куда больше, типа, очков действия, это видно же. Ниппон. В смысле? Тебе за удар в пах не выгнали, жалость. В смысле, блядь? А! Я победил, что ли? Он меня ударил и в нокаут улетел, что ли? Пиздец. Отличный матч, Бальбоа, да? Блин, это очень смешно. Вот сколько у тебя там удачи? Нет, у меня удачи наоборот. Что самое забавное, у меня 2 стоит удачи. Вообще, блин. Так. Хочу драть жопы. Погнали. Спонсор сегодняшнего матча. Оружейный магазин Нью-Рино. Когда нужно убить кого-то с безопасного расстояния, приходи в оружейный магазин Рино. Кстати, мне туда надо. А трейд невезучий есть? Не. $184? Что? Охуеть, блин. Насколько он здоровый. Ну. Эх. Боксер получил удар в голову без какого-либо урона. Мать моя женщина. Нихуя! Это что такое? Ебать.
Так, нужно что-то придумать, как будто бы. Бам, тварь, лежать! И победитель! Нокаутом! Бой-бой! Пу-пу, блин, вообще. Руки базуки, ёп-моё. Вы победили самого дробителя. Вы стали чемпионом Юрина в тяжелом весе. Жесть. Я... Хорош. Хорош. С первого трая, между прочим. С первого трая. Так. Чемпион. Юрино. Ты жрешь молнией, пердишь громом, детка. На харизму посмотрите, -1. Ну что, бывает. Так. Внутри твоего уха. В смысле? Блять. Это ваше ухо. Дробитель откусил его во время боя и плюнул им в вас, пока ваше тело валялось на ринге без сознания. Если вы это читаете, значит, скорее всего, вам придется скоро перезагрузить игру. Конечно, вполне возможно, что этот предмет обладает какой-то ценностью. Пон. Ладно, похуй. Сувенирчик. Так. Бара Сальватора. Порноиндустрия. Shark Club. Шрам украшает мужчину. Типа того, да. Наркодилер. Чё-то голяк какой-то. Какие у вас есть колеса? Да хватит все время. Что-то там типа тут есть это, тут есть то. Я просто найду и все. Скажу, что не. Ну шрам. Не, ну шрамы бывают разные, конечно. Блин, вот меня, кстати, удивляет вот эта вот херня, то, что некоторые индивиды все специально оставляют шрам, ну, типа вот эту вот хуйню, типа на брови, например. А где моя машина? Не понял. Бля, я, кстати, голый. Так, что-то я не понял. Что за нахуй? Меня машину угнали, что ли? Хулио. Улыбается, демонстрируя свой блестящий золотой зуб. От него каш несет одеколоном, что вам дышать нечем. Добро пожаловать в сверкающий город Неверина, брат мой. Хули, ты не видел мою машину? Я тут парковался так недавно теперь. Твою машину ты точно здесь парковался? Я ее не видел.
Что ты внезапно ослеп? Видишь кулак? Гондон. Видишь его? Теперь скажи еще раз, что ты машину не видел. Вот только посмей. Брат, я ничего не знаю о твоей машине. Я не видел, что с ней что случилось. Я не знаю, где она. Правда, такое впечатление, что мне тонну дерьма на уши наложили. Ладно, брат, ладно. Я видел кое-какие там парни в нее сели и уехали не так давно. Но их было слишком много, чтобы я мог их остановить, понимаешь? Так, отведи меня к ним нахуй. Хорошо. О, суки, бля. О, суки, бля. Они реально стоят нахуй с моей машины. Так, блядь. Здорово, нахуй. Остерегайся дробителя, у него особая любовь к ушам. Я в курсе. Хочешь пиво? Мне обычно храним для работы. Кирай сказал, что он круче тебя. Так, ладно. GTA, нахуй. У меня ямка, бесячая на носу. Когда-то прыщ был странный. Так и живет. Так и живем. У меня шрам прям на горбинке носа из-за клюшки зимой, когда играли, прилетело. Ебать. Когда мне было 9 лет, подозреваю, что из-за этого и горб так именно в таком месте. Ну и в целом дышать не очень приятно. Но это я видел, ты вполне себе нормально выглядишь. Переживать из-за этого, конечно, не стоит. Но вообще в плане сходить к хирургу, чтобы он тебя выпрямил, да, типа, стоит. Ну, когда-нибудь однажды. Когда будет возможность сходить сделать, чтобы дышалось хорошо. Да, горбинка-то похуй, главное дышать, чтобы было хорошо. Ну, как будто бы, да, простая операция. Тебе, по сути, снова нос сломают, хрящ, и поставят его нормально. Так, что ты здесь делаешь? Моя машина стоит в твоем гараже, блядь. Твоя машина, чувак, ты даже не знаешь, что за бред несешь. Это Хайвеймен был металлоломом, который только кто-то оставил лежать и ржаветь. Теперь он наш. И если по этому вопросу у нас с тобой возникает разногласия, мы их можем разрешить прямо тут. И что ты собираешься делать с машиной? Двигатель поживее сделать, салон почистить, на номер медную окантовку поставить и всю хрень из багажника вытряхнуть, чтобы место было. Когда закончим, мистер Бишоп, это будет стоить ой-ой-ой. Продать его мисс Бишопу? Я могу сделать тебе встречное предложение, подороже. Хочешь перекупить у Бишопа? Как тебе такой вариант? Я ставлю тебя целым, если ты отдашь мне мою машину прямо сейчас. Погоди. Я правильно понимаю, он собирается его прокачать, эту машину? Ну, давай, скажем, 1000 монет. Окей, договорились, быстро перечисляет деньги, кладет их в карман. Хайвеймен твой. Батареи в нем, правда, дохлые, и всех разных фичей, которые я собирался добавить, в нем нет. Что за фичи такие? Ну, знаешь, прочесать зарядник батареи, форсировать двигатель, салон почистить, блеском натереть. Медным кантами, багажник пошерстить, чтобы место было.
Что-нибудь из этого интересует? Всего. Давай. Готово. Забирай деньги. Все уже сделано, и вот еще. Нужны будут еще батарейки, приезжай, организую. О, вот это мне нравится. Флопас, 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 флопас. Я иногда сам приподнимаю кончик и